Дорогие братья и сестры, дорогие отцы, высокопреосвященнейший владыка Калистрат, архимандрит, у нас сегодня в гостях Пахомий Трегулов, братья и сестры, честные отцы, мы рады искренне приветствовать вас на татарской секции в рамках 27-х рождественских международных чтений. В самом начале хотелось бы сказать и попросить у вас у всех прощения о резкой смене места проведения нашего сегодняшнего заседания. Оно должно было проходить в Татарском культурном центре, но, к сожалению, буквально сегодня у нас все сорвалось. Но с Божьей помощью мы рады, что вы все сегодня здесь, с нами. Перед тем, как начать наше мероприятие, я бы хотел представить вам президиум нашей сегодняшней конференции. Как я уже сказал, высокопреосвященнейший владыка Калистрат, архиепископ Горно-Алтайский и Чемальский, архимандрит Иннокентий Трегулов, потомственный татарский князь, если вы этого не знали. Также хочу вам представить председателя благотворительного фонда святого мученика Федора Болгарского, Ганича Владимира Сергеевича. Он здесь присутствует по причине, что общественная организация православных татар Москвы обратилась в фонд с просьбой посодействовать в организации проведения мероприятия. А также хочу вам представить Бородина Евгения Анатольевича, российского общественного политического деятеля, нашего почетного гостя. Меня зовут Дмитрий Шигапов, и, если Бог даст, я сегодня ведущий этой православной секции. Благодарим вас, дорогие братья и сестры, еще раз, с Божьей помощью начинаем. Итак, открыть нашу конференцию я бы хотел попросить со слов о миссии среди разных народов нашей необъятной страны, практике богослужения на родном языке. И первым докладчиком мы просим быть высокопреосвященнейшего Калистрата, архиепископа Горно-Алтайского и Чемальского. Владыка, просим вас. Приветствую вас, дорогие отцы, братья и сестры, в этот день на этих рождественских чтениях. Тякшлар, ага карандаштар, десендар, менслерди уткуптурун. Мой короткий доклад будет о миссии среди ойротских племен, или как сейчас называют алтайцев, начатой когда-то еще преподобным Макарием Глухаревым, миссию, которую сейчас пытаемся и, что посильно делаем, продолжаем мы, современные священнослужители на территории Республики Алтай. Алтайская духовная миссия, основанная преподобным Макарием Глухаревым, ведет свою историю с 1830 года. Тогда, еще в составе миссии Тобольской епархии, архимандрит Макарий покрестил первого алтайца, 17-летнего юноша Илеску, назвав его в крещении Иоанном. С этого события ведет свою историю Алтайской духовной миссии. Отец Макарий заложил основные принципы миссии, а именно, нельзя покрестить и, покрестив, отправить в свое, как тогда назывались они, инородческое селение новокрещенного, потому что плода от такого крещения не будет. Были примеры, когда кто-то крестил, не отец Макарий, а кто-то вот там до него, может быть, в других местах. И люди, возвращаясь в свои селения, к своему привычному быту, образу жизни, ничем не отличались от язычников. Рядом на одной стене висела иконочка, и бубен шаманский, и христианский образ жизни не приходил в такие селения. Вот для этого отец Макарий ввел правило, что всякий крещеный должен иметь крестного. Крестный назначался из таких же крещенных, но уже воцерковленных алтайцев. И в обязанности крестного входило следить, продолжать за жизнью своего крестника. Вплоть до того, что предоставлять ему какую-то помощь, строить избу, там, помощь какую-то там в питании, в дровах, еще в чем-то, в каком-то проживании. Кроме того, стали устанавливаться так называемые монастырские станы. Что это такое? Это место, где приезжал с походным храмом миссионер, вот, и начинал строиться. Строил избу для себя, строил храм уже
на постоянной основе, и вокруг него селились крещенные, новокрещенные алтайцы. Таким образом, образовывался миссионерский стан, впоследствии образовался поселок. Множество сел сегодняшней республики Алтай имеют своим происхождением вот такие миссионерские станы. Если не было возможности переселить новокрещенного, то его не отпускали сразу же по крещении. Его наставляли до крещения и наставляли после. И занимало это несколько недель, может быть, больше месяца. В отчетах архимандрита Макария в Российском государственном историческом архиве я наткнулся на документ, вопросы и ответы, которые отец Макарий задавал новокрещенному алтайцу после 3 недель крещения. Достаточно вопросы, близкие к тому, что можно видеть в катехизе святителя Филарета о православной вере, на что алтаец твердо отвечал, только после этого был отпущен в свое селение. Также занималась алтайская духовная миссия переводами, также по завету архимандрита Макария Глухарева. Изучали язык, говорили с алтайцами на их языке и переводили священное писание, переводили богослужебные тексты и составили грамматику, которой сейчас пишут современные алтайцы. Вот современная письменность на основе кириллицы, на которой пишут алтайцы, была составлена отцами алтайской духовной миссии, и в частности, тогда еще иеромонахом, впоследствии митрополитом Макарием Парвицким, Невским, и первым священником из алтайцев, первым алтайским писателем, протоиереем Михаилом Васильевичем Чувалковым. Первое издание этот труд выдержал в 1868 году, издан он был в Казани. Впоследствии был этот букварь переиздан под редакцией Николая Ильминского, известного профессора Казанской духовной академии, составителя азбуки, практически начавшего богослужение на языке кряшин. В советское время на территории Республики Алтай не было ни одной церкви. Ближайший храм был в 100 километрах от города Горно-Алтайска, в городе Бийске. И лишь после оттепели в 1988 году началось восстановление святынь, стали строить первый храм в городе Горно-Алтайске, храм Преображения Господня. Его заложил ныне покойный архимандрит Гермоген Росицкий и протоиерей Ростислав Кирошук. Отец Ростислав, слава Богу, жив-здоров, сейчас является старейшим клириком Горно-Алтайской епархии, митрофорный протоиерей. Множество священников нашей епархии – это те, кто исповедовался у отца Ростислава, те, кто пономарил у него, те, кто по его благословению поступали в семинарию. С 1993 года в селе Балактыюль Улаганского района Республики Алтай служит тогда иеромонах, а ныне игумен Макарий Чулунов, этнический теленгит. За 25 лет своего служения он построил 2 храма и организовал 2 молитвенных дома. Это прежде всего храм в селе Балактыюль, в своем родном селе, в селе Улаган, районном центре, в селе Коо, небольшое село, всего 200 человек населения, построили храмик святителя Николая. И в селе Балахча, храм, сейчас молитвенный дом, храм только рядом строится, в честь Благовещения Пресвятой Богородицы, потому что рядом было место мужского Благовещенского Челосмарского мужского монастыря, когда-то еще во времена Алтайской духовной миссии. В этих приходах отец Макарий возобновил службу на том языке, на котором служили миссионеры. Для этого он пользуется изданиями миссионерскими, и Евангелие читает по изданию 1910 года. Надо сказать, что 90% населения Лаганского района – теленгиты. Не все из них говорят на русском языке. Есть такие
местные жители, которые понимают русский язык, но стесняются говорить из-за того, что плохо говорят. А есть такие, кто вообще не говорит по-русски. Но все, конечно, прекрасно говорят на своем алтайском языке. Поэтому богослужение на своем языке посещает множество людей. Кроме того, Улаганский район был охвачен проповедью Алтайской духовной миссии практически полностью. И практически все там крещены. Даже в советское время все были крещеные в этом районе. Поэтому миссия отца Макария, не сразу, конечно, но вот за 25 лет, она стала весьма успешной, потому что сохранилось еще влияние отцов Алтайской духовной миссии. Приведу небольшой пример. Как-то на службе в селе Коо приехавшие певчие, которые приехали с отцом Макарием, и я, конечно, присутствовал на престольный праздник Святого Николая, устали петь, устали читать, и подозвали какую-то местную бабушку из прихожан, алтаечку, там только алтайцы, больше никого там нету, русских практически нету. И говорят: на, читай. И эта бабушка встала к аналою и стала читать первый час, без книг, на память. Так вот глаза прикрыла и читает себе. Да? И только подсказывали ей, по-русски она читала, ну по-славянски, тропарь и кондак. А остальное так вот глаза прикрыла и по памяти, по-алтайски читала. Я стал интересоваться, спросил, откуда знают. Ну как, говорит, ну же вот читают здесь. И ну батюшка приезжает в это село раз в месяц в лучшем случае. Говорят, ну они же и без батюшки молятся. Они, значит, каждое воскресенье собираются, что-то читают. Вот первый час практически знала это уже в возрасте, можно сказать, бабушка, бабулька, да, такая алтаечка, наизусть. И для меня это стало важным событием, повлияло на мое решение. Дело в том, что, возрождая богослужение на алтайском языке, стал вопрос, служить, как служили миссионеры, или на современном алтайском языке. Дело в том, что то наречие, которое было распространено тогда, сейчас распространено не везде. Сейчас основное, немножко другое алтайское наречие, и если на основной язык переводить службу, мы пытались, сделали это, несколько возгласов, получается, ну, как получается, неплохо вроде бы, но столкнулись с тем, что некоторые алтайцы демонстративно уходили со службы. Они говорят, вот нас миссионеры служили так, вы здесь делаете новое, мы так служить не будем. И после вот этого визита в КО я понял, что традиция сохранена, она жива, и надо ее поддерживать. И сейчас мы читаем на вот алтайском языке в традиции миссионерской. Что мы читаем на языке, на службе? Значит, по всем храмам после символа веры, после пения символа веры, читаем символ веры на алтайском языке. И после пения «Отче наш» читаем молитву Господню также на алтайском языке. В Улаганском районе, понятно, там практически все читают на алтайском языке. В кафедральном храме чуть шире. Во-первых, Три Святое поем и по-алтайски, и на славянском. Символ веры тоже я сам читаю после пения символ веры, и молитву Господню точно так же читаю. И несколько возгласов «Мир всем», «Вонмем», еще что-то, также читаем на алтайском языке. Вот такая работа сейчас проводится среди алтайцев. Среди казахов, а у нас есть достаточно значительное количество казахов в республике Алтай, вот по последней переписи 2002 года 12,5 тысяч человек. Они практически все живут в одном только районе. Это Кошагачский район Республики Алтай. Там они составляют около 90% всего населения. Они все мусульмане. Среди них какую-то активную проповедь мы не ведем. Мы в основном вот, ведем работу с алтайцами. Если очень коротко, вот, то у меня все. Могу ответить на вопросы, если таковые последуют. Да, вот приезжали в прошлом году к нам на память переноса мощей святителя Макария Невского, а мы празднуем перенос мощей строить Сергиевой лавры Горно-Алтайскую епархию, который совершил святейший патриарх Кирилл 31 августа 2016 года. И на память святителя Макария приезжали к нам отцы Кряшины. Отец Павел Павлов не смог по болезни, но там еще другие, отец Павел, отец Владимир приезжали. И они служили, читали Писание, давали какие-то возгласы на своем кряшинском языке. Потому что они очень почитают святителя Макария, потому что именно он, будучи иеромонахом, составил вместе с Ильминским службу на кряшинском языке.
и впервые ее отслужил. Вот теперь все. Если есть вопросы, могу ответить. Владыка, мы когда с вами общались Да. о вашем приезде сюда, вы говорили о том, что, ну, хотите вот ваше мнение сказать о том, что у патриарха хорошо был бы викарный епископ. Конечно, хорошо бы, чтобы кто-то отвечал за всех татар со стороны патриархии. Я думаю, что это должен быть человек в сане епископа. Но вы видите, вот я наблюдаю среди алтайцев, и теперь вот коснулся, наблюдаю и не только среди алтайцев, такую проблему, что каждый вот из... У нас род на алтайском, это сиок. Вот если ты из моего сиока, да, с тобой будет человек разговаривать, не из моего не будет. С русскими могут общаться все, но между собой очень сложно. И здесь, я считаю, это необходимо, чтобы был какой-то представитель, назначенный патриархом, который бы отвечал за, если можно сказать, курировал работу всех по епархиям тюркоязычных православных. Вот. Как к этому подойти, да, я пока не готов сказать, потому что я достаточно мало еще знаком с работой вот с вашей. Вот мы с вами только сегодня наконец-то очно встретились и познакомились. Впервые на вашей конференции посижу, послушаю. Я думаю, что со временем надо как-то скоординировать все наши действия. И возможно, пока я говорю возможно, и следует обратиться к Святейшему Патриарху вот с какой-то просьбой о назначении какого-то вот человека, который бы отвечал, грубо сказать, за всех православных татар. Но эти вещи не надо делать нахрапом, это надо продумать, сделать так, чтобы это действительно было выверенное, взвешенное решение, согласовать его сначала, а уже потом официально обращаться уже тогда, когда это решение согласовано. Я считаю, что это назревшее решение, и что надо провести, инициировать такую работу по выявлению необходимых действий, согласованию этих всех действий и назначению вот такого ответственного человека. Благодарим вас, Высокопреосвященнейший Владыка. Действительно, тему, которую вы сейчас подняли, она уже, как вы правильно сказали, назрела, и если Бог даст, и Господь управит, она будет решаться. А продолжить тему миссии среди разных народов, а конкретно среди мигрантов из Средней Азии, Казахстана, и поделиться проблематикой, перспективами, с приветственным словом, я прошу выступить сотрудника комиссии по миссионерству и катехизации города Москва иерея Ростислава Икрамова. Ваше Высокопреосвященство, уважаемые отцы, братья и сестры, хочу обратиться к вам с приветственным словом от Центра помощи иммигрантам «Дом рядом», который действует с 2018 года в рамках миссионерской комиссии при епархиальном совете города Москвы. Наш руководитель иерей Дионисий тоже приветствует вас, извиняется, что не может сегодня быть. Центр начал свою работу с 2018 года. Цель его – благотворительность среди выходцев, семей, выходцев Средней Азии, мигрантов, также им детям. Цель этого проекта – показать своими добрыми делами дух церкви, открыть Христа для них и, возможно, создание общины с выходцев Средней Азии. Я сам прослужил 10 лет в Казанской митрополии, являюсь по национальности таджиком. Мне эта работа в направлении очень интересна. Хотелось бы сегодня поближе познакомиться с общиной татарской города Москвы и на их опыте, именно уже переняв у нас, дальше работать. Спасибо, Господи. У меня все. Какие-то вопросы, может быть, есть к отцу Ростиславу? Нет. Спасибо, Господи, Отец. А какие конкретно виды деятельности у вас? Вот цель понятна. Сейчас при храме Ефросинии Московской проводятся занятия с детьми иммигрантов для их адаптации в нашу культуру. Работу ведут логопеды, учат русский язык. Есть подготовительные такие занятия для детей, которые приехали к нам и пойдут в русскую школу. Как вы, наверное, все знаете, у нас вообще председателем нашей секции согласился и дал свое благословение владыка Тихон Шевкунов. Но, к сожалению, опять же, по известным причинам он не смог подойти, но просил от его имени
передать благословение на нашу секцию, на наше сегодняшнее собрание с Божьей помощью. И хотелось бы, наверное, сейчас дать несколько слов нашему уважаемому президиуму, для того, чтобы они сказали, почему они сегодня здесь и почему они решили участвовать в нашей сегодняшней конференции. Ваше Высокопреосвященство, дорогие отцы, дорогие сестры, я уже здесь не первый раз. Для меня люди великие лица очень знакомыми, приятными и родными. Я являюсь татарином из татарской семьи, из глубоко верующих мусульман. Но чудным образом случилось так, что Господь призвал на служение в нашу русскую православную церковь. Что меня здесь привлекает и чарует. Вот приятно видеть своих, потому что все-таки кровь дает о себе знать. Но мы, православные люди, не только по крови разделяемся, а мы не делимся вообще. Мы люди Духа Святаго, Троицы, прославляем Бога. Я просто хочу вас поприветствовать от Санкт-Петербургской епархии, вернее, митрополии и Тихвинской епархии. Я являюсь настоятелем Зеленского монастыря, который находится в диких болотах, которые болота являются самыми огромными в Европе, в лесу, где огромное количество комаров, шершней, гнусов и так далее, всякой живности. И много зверей, медведи, волки, зайцы, лисицы. Ну, то есть дикая природа. Оттуда начал свой подвиг Маркирий Зеленецкий. А покровителем монастыря нашего был Семен Бекбулатович, князь Тверской, татарин, крещеный, который служил в войсках Иоанна Грозного. И был 1 год, замещал его на престоле царственном, когда там такие политические были суждения, или материальные, это, так сказать, разные источники говорят. Но вот он был царем московским всея Руси. И вот я, так сказать, являюсь представителем. И вот Божьим промыслом все связано так, что, будучи настоятелем Зеленского монастыря и покровителем монастыря был Бекбулатович, Мартирия, вот я здесь, наверное, присутствую. Промыслом Божиим меня сюда занесло, и слава Богу. Я так раз вас всех видеть, я приветствую еще раз владыку, который выступил с прекрасным словом. Спасибо, Господи. Вот мои краткое такое выступление. Добрый день. Ну, я, наверное, тоже в большой радости не первый раз здесь у вас в гостях. Вообще мне храм очень нравится. Он такой уютный. И когда я сегодня узнал о переносе, то, что будет здесь проходить сессия, и, честно сказать, я как-то возрадовался. Мне очень понравилось. Ну, также хотелось бы приветствовать наших священнослужителей, всех прихожан этого храма, всех гостей. Думаю, мы еще плодотворно поработаем. Но все, что я хотел высказать, я еще выскажу впереди. Благодарю вас, Евгений Анатольевич. Владимир Сергеевич, вас тоже вопрос. Братья и сестры, отцы, хотелось бы представиться. Меня зовут Владимир Сергеевич Ганичев, я являюсь председателем благотворительного фонда. Общество православных татар обратилось к нам в этом году с просьбой помочь в проведении вот этой секции. Мы, милостью Божью, живем и трудимся в городе Болгар, в Республике Татарстан, который является, ну, по официальным, скажем так, данным, Меккой для ислама. И вот как бы мы ведем там активную православную деятельность. Православная община у нас большая, мы там работаем. И когда нас пригласили, скажем, наши друзья, наши единоверцы из города Москвы, мы с удовольствием откликнулись и очень рады здесь присутствовать в сегодняшний день. Спасибо. Владимир Сергеевич, владыка Калистрат, вы добавите, может быть, еще пару слов к вашему чудесному докладу вот, о причинах, например? Причинах чего? Вашего присутствия здесь сегодня. Причина это Динара. Она в прошлом году прислала приглашение на секцию рождественских чтений. В прошлом году, к сожалению, не мог быть.
Вот, но мы вступили в переписку, обменивались мнениями, нашли общие точки соприкосновения. Мне очень интересно ваша работа, очень интересно с вами посмотреть, что вы делаете, как вы это делаете, что вы делаете хорошо, что вы делаете очень хорошо, чтобы где-то немножко подчеркнуть у вас опыта. Вот поэтому я здесь. Благодарю вас. У нас немножко проблемы с микрофоном, поэтому прошу не сильно обращать на это внимание. Мы, думаю, все громогласные здесь. И поэтому, продолжая тему, вообще татарский народ, и, конечно, он многообразен в своем единстве в первую очередь. Мы говорим о том, что татарский народ – это двухконфессиональный, единый большой народ. И внутри него смешалось, конечно, очень немало разнообразных и корней, и наречий. И также неотъемлемой частью татарского народа являются крешены. И о корнях татар и крешен с приветственным словом я прошу выступить краеведа из города Башкортостан, который специально приехал сегодня к нам из Бакалы, Валерия Зарубина. Вам слово. Поприветствуем его, братья и сестры. Ваше Пресвященство, братья и сестры, я хочу приветствие начать на своем родном языке кряшинском «Арумусас туганнар». Это означает в переводе «Здравствуйте, родственники». Мы всегда кряшин приветствуем таким образом. Я действительно выходец из Бакалинского района, единственной Башкирии, компактно проживающей кряшина. Я давно уже занимаюсь изучением своего рода, помогаю другим делать родословные по ревизским сказкам, по архивным документам. И поэтому стопроцентно могу утверждать, что я сам из рода Алчен, из древнего тюркского рода Алчен. Вот, к примеру, хочу сказать, что род Алчен, она есть и у башкир, и у казахов, и у нагайцев, и у кыргыз. Вот. Тогда кто я, татарин или кряшин? Вот мне воспитали как кряшина. Я всегда слово кряшин от бабушек, от всех людей. Мы привыкли себя называть кряшинами. Мы обижаемся, конечно, когда называть татарами. Для нас татарин означает это мусульмане. Нас воспитали всегда, что мы никогда не были мусульманами, мы были всегда в христианстве и в православии. Я изучил по архивным документам всю свою Оренбургскую губернию, где были кряшинские деревни, как они формировали, откуда было переселение, кто принимал когда крещение, откуда заселялись, как их имена были. Но я понял, что все переселение кряшин Башкортостана шло из территории Татарстана. Я вижу, что кряшины, они трех сословий у нас. Нагайбаки, так называемые служивые кряшины, типтири, крещенные отдельно. А вот кого пишут старокряшины, все они переселенцы из Татарстана. Вот я уже сейчас изучил очень более 200 деревень по ревизским сказкам, начиная с ландратских книг и до 1834 года. Это все по переписи. Я там вижу все переселение, как образовались деревни, скажем, Казанского уезда Арской дороги, как образовались деревни Казанского уезда Зюрейской дороги. Я вижу, что переселение идет с Арской дороги. Я очень много посмотрел и татарские деревни. Меня удивило, как звали татар, что у татарских деревнях практически, можно сказать, до 19 века нету ни муллы, ни мечети. О каком мусульманстве можно говорить, что были кряшины? Вот с такой работой я занимаюсь очень давно. Вот, спасибо, что пригласили организаторы. Если у вас есть какие-то вопросы, могу... Спасибо. Это вопрос тоже численности. Многие пишут уже как крещенные татары во время переписи. Вот последние года начали писать уже работа ведется, пишут уже кряшинами. Но это тоже политически, когда это влияние, скажем, руководителей регионов, на это тоже очень сильно влияет. Спасибо. Вот вы же изучали, получается, ревизские сказки. Вот про рода вы рассказываете. А у татар вы тоже же изучали, тоже... Одни и те же рода. Одни и те же рода, да. Что у кряшин, что у казахов. Да. Мы одни и тоже, да. Поэтому я сказал Арумусас туганнар. Здравствуйте, родственники. Мы из одних родов. И мусульманство нас разделило на православных и на мусульман.
Ну вот по ревизским сказкам, если я могу коротко сказать, вот смотрите, если взять первую ревизию Ландратских книг и первую ревизию, наших деревня пишет просто новокрещенные, без приставок, ни татарин, или ни чуваш, ни ватяк, такого нету. Это продолжается до второй ревизии, до 1748 года. Они новокрещенные, в этой деревне новокрещенные, в этой деревне новокрещенные. Только с третьей ревизии 1762 года уже нас делят на старокряшен и новокрещенный татар. И начинается понятие старокрещенный татар и новокрещенный. Нас всегда отделяли. Старокрещенных, это деление пошло, старокрещенный, новокрещенный, это после третьей ревизии 62 года. Занимайтесь своими родословными и увидите и свои корни, и другие корни. Вот где путь, это в документах, реальных документах. Я так считаю, это мое мнение. Спасибо. Благодарим вас. Сказать также вот несколько слов в отношении взаимодействия все-таки крещен как части татарского народа мы попросим отца Василия Кузнецова. Добрый вечер, Ваше Преосвященство, дорогие братья и сестры. Я, как вот сейчас, как вы сказали, я представитель, именно я батюшка, крещенский батюшка. Я приехал с Башкирии. Мы вот в Рейзарубе вместе приехали. Как у нас находится, где мы живем, это и Башкирия, и Татария, потому что мы граничим такое место. У нас именно, наверное, будет ответ, именно где мы живем, мы там полностью, можно сказать, там крещенское население. И много районов, много деревень крещенских, даже города, половина почти крещены. И мы стараемся по-всякому общаться и служить на крещенском языке. Ну, мы сами уже, вот я в своих приходах начал уже полностью служить на крещенском языке. Это у нас есть, слава Богу, все служебники, трепники на крещенском языке, благодаря нашим казанским братьям, как отцу Павлу, отцу Дмитрию, у нас все получается, мы с ними общаемся. И крещенская служба вот для нас именно том вот, отличается, когда крещенскую службу мы ведем, полностью люди понимают суть наших богослужений. И это очень хорошо, и все так вот из-за этого. Крещенские мы, вот, наверное, ответ дам, потому что у меня и отцы, дед, уже прапрадеды, они были крещенными. Это уже идет давно. Из-за этого наша фамилия, имя у нас Кузнецов Василий Николаевич, это уже давно идет такая вот система. Ну, дальше больше не пойду. Я очень рад, что смог приехать здесь, встречаться с вами. И дальше, дай Бог, еще будем встречаться, будем решать многие вопросы. Если это нужно, что общаться на своем языке, вести литургии, божественные требы на своем языке. И мы, конечно, и по-русски, все это мы общаемся. Общаемся мы с всеми, и татарским обществом, и русскими, и все. Мир вам, да храни вас Господь, всех благ вам земных. Барызға тазалық, именлік, енді Құдай барыңызға сақтасын, Құдай анасы бізді сақтасын. Именлік сізге, барыңызға да. Мир вам всем. Благодарим вас, отец Василий. И продолжить тему, связанную с воцерковлением тюркских народов, я прошу также потомственного татарского князя, у нас сегодня много княжеских родов татарских с нами, иеромонах Иннокентия Кильдеева. Он раскроет нам проблематику имени Божьего в разных языках и культурах. Отец Иннокентий, просим вас. Исәнмесез, кадерле аталар, Худай хакына сөлгән куаннар һәм сеңелләр. Быел да шушы изге төштә җәлганыбыз өчен Аллага шөкер. Безнең эшләребезгә ул дәүләтен бирсен иде, аңара кылган эшләребез ярлы булсын иде. Ваше Высокопреосвященство, всечестные отцы, возлюбленные Господи, братья и сестры, благодарение Богу, что мы и в этом году имеем возможность собраться в этом святом месте, при молитвенном предстательстве святого апостола Фомы.
да не спошлет Господь свою благодать на наши начинания, и да будет Ему угодно деяние наше. Тему моего небольшого выступления можно было бы обозначить как необходимые условия сохранения национальной идентичности при принятии христианской веры представителями тюркских народов, а может быть и не только тюркских народов. И здесь, конечно, основным фактором, как мне представляется, является язык молитвы. Молитва, как известно, это основа духовной жизни. Если нет молитвы, не может быть и речи ни о какой религиозной жизни, ни о религии вообще. Поэтому, на мой взгляд, важно научить новообращенного христианина, желающего сохранить свою национальную идентичность, молитве на родном языке. Здесь, на мой взгляд, можно подчеркнуть значение христианской религии, православия, как религии откровения в деле сохранения национальной идентичности и национальной культуры малых народов России. Молитва на родном языке, будучи неким фундаментом, на котором строится вся последующая жизнь человека, в этом случае будет способствовать возрождению, сохранению и родного языка, и национальной культуры в условиях нарастающих процессов урбанизации и ассимиляции. Необходимый минимум, который можно было бы предложить на начальном этапе, как мне кажется, это молитва «Отче наш», как образец всех молитв, песнь «Богородица, Дева, радуйся» и молитва, непосредственно обращенная к Господу Иисусу Христу, так называемая Иисусова молитва, которую святые отцы православной церкви рекомендуют творить непрестанно всякому христианину. В песнопении Богородицы, я думаю, необходимо использовать не европейский вариант имени Божьей Матери, то есть Мария, а его тюркский аналог, заимствованный из семитской традиции, то есть Марьям. Тем более, что это имя Марьям – это оригинальное произношение имени Богородицы, и к тому же эта форма имени Божьей Матери зафиксирована в наших богослужебных Евангелиях на церковно-славянском языке. Можно посмотреть, это Матфея 1 глава 20 стих, Лука, от Луки 1 глава 27, 30, 34, 38, 39, 46, 52 стихи, 2 глава 16 и 19 стихи. В молитве Господу Иисусу Христу, как мне кажется, также необходимо использовать национальный вариант имени Божьего, но это мое личное мнение, исторически сложившийся в культурной традиции тюркских народов. В тюркской традиции он произносится как, он звучит как «Айся Масих». Но обоснование этого, на первый взгляд, может быть не совсем очевидно выбора варианта имени Божьего для представителей тюркских народов. Я попытался дать в небольшой работе, озаглавленной как «Проблема имени Божьего в разных языках и культурах». С ней вы можете познакомиться на сайте «Православные татары». Я думаю, можно было бы отдельно выделить эти 3 основные молитвы на татарском языке для желающих молиться на родном языке и разместить их на том же сайте в дополнение к молитвослову, содержащему утренние и вечерние молитвы. В дальнейшем можно было бы перейти к освоению других молитв, содержащихся в молитвослове, а также к чтению псалтири, Евангелия на родном языке. Все это, естественно, будет способствовать возрождению и сохранению родного языка и национальной культуры. Так что и в данном случае религиозное просвещение имеет свой однозначно положительный аспект. При изучении догматических основ православной веры, законов духовной жизни, необходимо, конечно, использовать обширный корпус религиозной русскоязычной литературы по данной тематике. Повсеместное знание русского языка имеет здесь свое неоценимое положительное значение. Здесь можно привести пример, когда при изучении той или иной области научных знаний человеку приходится порой изучать научные труды на иностранных языках. Религиозная духовная жизнь, по выражению святых отцов, духовных писателей, есть наука из наук. Так что ситуация в данном случае чем-то особым не отличается, и метод усвоения и научных, и религиозных знаний практически один и тот же. И, на мой взгляд, используя вот эти рекомендации, мной изложенные, священнослужители, осуществляющие свое служение в местах компактного проживания тюркоязычного населения, такие как Поволжье, Урал, Сибирь и другие, а также в мегаполисах,
могли бы помочь желающим обрести истину и одновременно сохранить свою национальную идентичность, наследовать спасение во Христе Иисусе Господе нашем. Благодарю за внимание. Переходя от миссии среди тюркских народов в целом, дорогие братья и сестры, мы перейдем уже конкретно к татарскому народу. И открыть эту докладную часть я приглашаю известного православного татарского проповедника Садура Давида Амира Владимировича. Он сын известного исламского проповедника Валиахмета Садура. Наш брат поделится с нами особенностями и проблемами воцерковления российских мусульман. Уважаемый Давид Амир, просим вас, проходите. Да, хорошо, да. Спасибо большое. Исаннасас Кадырлы Услар, Ваше Преосвященство, дорогие отцы, братья и сестры. Тема, которой я касаюсь, достаточно деликатная и требует соответствующего к ней отношения, поскольку, как известно, в исламе, мягко говоря, не приветствуется принятие представителем ислама какой бы то ни было другой веры. И тем не менее, когда человек увидел нечто более глубокое, важное и серьезное в христианской вере, человек-мусульманин, то, конечно же, никто ему не будет в этом препятствовать. Мой собственный путь свидетельство этому, поскольку выросший в мусульманской семье, но внутри русской культуры, внутри русской литературы, которая насквозь пронизана православием, я не мог не быть очарованным личностью Христа, да, и не ответить на его призыв. И я многократно сталкивался с тем, что жители, многие, не только тюркоязычные, но и, скажем, и представители дагестанских народов часто украдкой заходят в православный храм, ощущая Божью благодать, ощущая то, чего нет в исламе. Даже слышал, что многие, знал людей, которые приходили на исповедь и пытались исповедоваться, хотя, конечно, будучи некрещенными, потому что также таинства исповеди в исламе традиционном нет. Есть некоторое подобие этого в суфизме, но это опять-таки некоторое подобие. И в связи с этим необходимо и очень важно иметь некоторую систему для того, чтобы человек из тюркоязычных народов, традиционно представляющих исламское вероисповедание, смог войти внутрь православной церкви. Здесь существуют как препятствия, так и некоторые положительные моменты. Скажем, один из первых положительных моментов: среди мусульман практически нет неверующих. Даже если человек не знает основ своей веры, он не будет отрицать Всевышнего над собой. Если же человек научен основам веры, то обычно он знает историю мира от его сотворения, Адама и Евы, Адама и Хаввы, Великого потопа, Моисея, Мусы, Давида, Дауда, пророков, Иоанна Крестителя, Юханна, Марии, Марьям, о чем уже говорилось сейчас, и самого Христа, Исы Масиха. Однако, как мы знаем, ислам знает Христа лишь как чудотворца и аскета, хотя Коран пишет и о непорочном зачатии, и о том, что Христос является не просто словом калиматуллах, но и Духом Всевышним, Рухуллах. Это несомненный плюс для того, чтобы человеку из мусульманской уммы принять Христа как своего Спасителя. Я бы здесь сравнил. Поэтому для мусульман принятие христианства подобно тому, что было и у иудеев апостольских времен. Они знали Писание, закон, некоторое подобие, так скажем. Они знали Писание, закон и пророков, с тем лишь различием, что иудеи ожидали и ожидают Машеха, помазанника, то есть Христа. А большинство мусульман нет. У мусульман есть некоторое подобие Машеха, это Махди. Но это более распространено среди шиитского ислама, а не традиционно суннитского, и уж тем более не среди такого нового направления, как салафиты, очень широко распространенного. Поэтому мусульманам не нужно говорить о Боге. Если мусульмане знают Бога, знают Творца, знают о судном дне, знают о дне воскресения, им лишь нужно разъяснить основы христианской веры
и дать возможность принять Христа как Бога и Спасителя. С этим достаточно большая проблема, так как, ну, скажем, одна из известнейших молитв, известнейших сур Корана, «Кулху Аллаху Ахада», как бы утверждающая единство Бога, является прямой полемикой с христианским тринитарным учением, как бы утверждая единство Бога и о том, что никого не следует предавать ему в сотоварищи. Вот. Здесь, ну, нужно быть деликатным, и можно, ну, скажем, в начале христианского пути такого человека говорить о Христе как о Слове Божьем и о Духе Божьем, поскольку это утверждение является кораническим. Российским мусульманам, ну, как я уже сказал на своем примере, легче и проще принять Христа, так как большинство из них выросло внутри русской культуры, имеющей глубоко христианские корни. И тем не менее, они, как и многие другие мусульмане, сталкиваются с множеством проблем. Многовековая конфронтация христианского и мусульманского мира проложила глубокую пропасть между религиями народов, их исповедующих. И это несмотря на то, что и христианство, и ислам – религии одного древа, авраамитского. Поэтому для многих мусульман христианство является чуждой, враждебной религией. Мало того, коранический Иса и евангельский Иисус как бы две разные личности. Для большинства мусульман их Иса будет отличаться от иконографического Иисуса, тем более, что ислам категорически отрицает всякое изображение и иконографию. И это потому, что, хотя бы потому, что суннитский ислам отрицает саму возможность изображения человеков, и все же первый шаг в христианстве – встреча с евангельским Христом. Здесь несомненную помощь может оказать и переводы Евангелий, как переводы со времен Николая Ильминского и Макария Глухарева, который служил первую литургию на татарском языке митрополитом Макария Глухарева, так и работы Института перевода Библии и другие переводы. Здесь могли бы помочь, ну, скажем, вот моей бабушке для того, чтобы принять Христа, очень помог фильм «Иса», экранизация Евангелия от Луки с очень хорошим переводом на татарский, которая позволила глубоко и всесторонне прикоснуться к личности Спасителя. Вторая проблема соотнесения ислама и христианства – библейская история. Кораническая история спасения как бы статична. Всевышний посылает сынам Израила пророков, как бы в одном статусе, сура 46, 6-7. В то время как библейская история, ну, например, сура 43, 6-7, в целом, ну, как бы Коран пронизан этим пафосом. В то время как библейская история развития взаимоотношений Бога и народа Божьего. Кроме того, мусульманское богословие развило трактовку библейских мессианских пророчеств таким образом, что считается, будто бы все мессианские пророчества о Христе и некоторые евангельские пророчества о сошествии Святого Духа якобы предрекают приход Мухаммада. Есть целые книги и на арабском, и переведенные на русском на эту тему, если кто-то с ними не знакомился. И, ну, понятно, что они, ну, совершенно не выдерживают критики с точки зрения, ну, нормальной библеистики. И тем не менее, ну, для мусульман это некоторый источник, на который они вполне опираются. Здесь понятно, что нужно быть деликатным и знать и сам текст Корана, ну и по возможности те тексты, которые читают сами мусульмане. Ну и, собственно, вопрос участия бывших мусульман в православном богослужении. Ну, как здесь уже неоднократно говорилось, для многих проблема языка, но для многих мусульман само вхождение внутрь православного храма – подвиг. Это как бы для большинства мусульман харам, запретное место, поскольку это, ну, как бы чуждая религия, чуждая идеология, нечто чуждое и априори враждебное. Пространство храма как бы табуировано для мусульман. Вот. И все, что связано с храмом, ну, как бы удерживает от вхождения в храм. Вот. Поэтому, конечно, здесь важнейшую роль был бы язык богослужения. Возможно, некоторые традиционные, некоторые традиции. Ну, скажем, вот я видел в Казани, в храме Тихвинской иконы Божьей Матери, там некоторые иконы, ну, во-первых, сам Христос
монголоид немножко, да? Ну, как мы знаем, что эфиопы изображают Христа как негра, японцы как монголоида, да? А здесь вот тоже такое изображение, которое более близко сознанию. То есть это не стилизация, это что-то происходящее изнутри, поскольку люди стремятся узнать Христа изнутри своего собственного естества. И плюс, возможно, надписи. Вот здесь много шамаилей на татарском языке с символикой креста и корабля спасения и многих других. То есть, возможно, такого рода вещи облегчили бы вхождение в храм, ну и тем более, конечно же, татарская речь и татарская тюркская речь, да, тоже могла бы в этом помочь. Многовековая конфронтация христианского и мусульманского мира проложила глубокую пропасть между религиями народов их исповедующих. Мирянин или священник, к которому мусульман обратился с просьбой рассказать ему о христианстве, должен делать это крайне деликатно. То есть нужно уметь понимать, где есть первостепенные вещи, где второстепенные. Ну, скажем, для большинства мусульман образ и все, что связано с иконой, это тоже харам. Это, та вещь, к которой человек должен привыкать постепенно. Ну, скажу это на своем опыте, поскольку мне лет 5 или 7 понадобилось для того, чтобы, приобрести вот то необходимое благоговение к образу иконы и, более того, узнавать и читать икону, да, и видеть в ней то окно в мир духовный, да, о котором говорили святые. Вот, поэтому нужно, если рассказывать о вере, начинать не с внешних форм, а с того, что внутри. Первое – это личности Христа, вот, как Бога человека и Спасителя, и личного Спасителя человека, а не вещей не первостепенных в этом смысле. Важных, но не первостепенных. Важно также стараться не оскорблять религиозных чувств мусульман, даже если они ошибочны. Для них это святыня, попирать которую означает оскорбление самого человека. Ну, скажем, именование мусульман заблудшими не только неэтично, но и оскорбительно. Если бы смягчить эту формулировку, думаю, многим мусульманам облегчило бы путь в церковь. Ну, скажем, почему бы не назвать молебны, которые проходят здесь, и которые очень важны, что они на родном языке тюрок. Молебны об обретении истинной веры, да, а не той формулировке, которая не есть. Что вполне совпадало бы с тем, как называл православную веру Николай Ильминский. Он ее именовал «Щендин», истинная вера. Ну и, конечно же, богослужение на родных языках, как уже многократно здесь говорилось, и других народов, возможность оставлять в крещении имена, данные при рождении, также сняли бы дополнительные препоны во вхождении представителей мусульманских народов в церковь. Ну, действительно, я в крещении Давид, по паспорту Амир, и для родителей было, конечно, обидно и оскорбительно то, что я принял новое имя, и приходилось очень много преодолевать трудностей, которых, возможно, можно было бы не преодолевать. Впрочем, не знаю, это требует соборного решения и продуманности. В целом это могло бы помочь. Еще один момент, может быть, касающийся менталитета. Дело в том, что он уже просто касается образа самого ислама. Дело в том, что многие представители мусульманских народов, стереотип восприятия мусульманина таков, что, это многоженец, да, это человек, который, такой деспот в семье, да, женщины, несколько, на втором или на третьем плане. Вот, это клановая жизнь, да, где глава клана определяет все происходящее. Вот. И некоторые другие стереотипы, это, для правильного понимания человека, Востока, это не связано с исламом как таковым. Скажем, если мы возьмем христиан, армян или грузин Кавказа, осетин, то, в принципе, образы поведения, жизни, быта у них вполне такие же, как и у мусульман Кавказа, народов Дагестана, народов чечен, ингушей. Здесь дело не в этом, это просто восточный менталитет. Более того, если мы почитаем домострой, то мы увидим много похожего. Дело в том, что и в Европе, и в России дореволюционной
многое, типы взаимоотношений в семье, в обществе, среди старших и младших, они были очень похожи. Просто, в связи с событиями революции в России и ранее происшедшими событиями в Европе, это было утеряно. И в целом, подводя итог этому краткому сообщению, которое можно было бы расширить, хочется сказать, что необходима некоторая подготовка, если мы хотели бы помочь людям из тюрок, из бывших мусульманских народов, помочь войти в церковь, принимать Христа, необходимо учитывать множество нюансов, как вероучения ислама, так и особенностей того или иного народа, поскольку в каждом народе есть некоторые свои особенности, стереотипы мышления и отношения к религии, с которыми, если не считаться, если их жестко как-то направлять в некоторое русло, то мы не дадим возможности человеку принять Христа как Господа и Спасителя. Для этого необходимо, возможно, некоторые курсы, возможно, даже какая-то школа для подготовки такого рода миссионеров. Какая, скажем, была в Казани до революции, было целое миссионерское общество, так называемое противомагометанское. Тоже слово мне не очень нравится, лучше бы сказать что-нибудь захристианское, бог с ним. Во всяком случае, такая работа происходила и многопланово, и разносторонне. И мне кажется, такую работу проводить необходимо и в наше время. Спасибо за внимание. Зур рахмат. Рахмат сізге, кадірлі Давид Эфенди. Тема проповеди Слова Божьего в исполнении заповеди Спасителя, как «идите и проповедуйте сие Евангелие Царства всем народам», она будет проходить красной нитью через всю нашу конференцию. И об особенностях миссии среди тюркских народов на уже современном этапе нам также расскажет протоиерей Максим Обухов. Отец Максим, просим вам слово. Уже несколько лет в Русской Православной Церкви активизировалась дискуссия о миссии среди тюркских народов, об устройстве литургической церковной жизни тех народов, которые традиционно исповедуют православие и которые переходят в православие. И хотелось бы обобщить несколько моментов, сказать о завтрашнем дне. Итак, самое большое количество представителей тюркских народов живет на территории бывшей Российской империи или Советского Союза, или, как говорят сейчас, на канонической территории Русской Православной Церкви. Вторая по численности страна – это Турция. И также на востоке у нас уйгурский район Китая и Монголия. То есть практически все эти территории родственно примыкают к нашему к русскому миру, за исключением Турции. Но это особый случай. И по опыту приходской жизни, по статистике, по тем тенденциям, которые мы сейчас наблюдаем, мы видим, что даже среди народов, которые традиционно практически все исповедуют ислам, есть определенные, скажем так, ручейки, определенный поток так называемых конвертов, то есть людей, которые по какой-то причине сделали выбор свой не в пользу религии предков, а в пользу православия. Довольно-таки много у нас. Как много? Конечно, это не массовое явление. Но представители всех тюркских народов практически у нас есть. И очень много казахов. О татарах и не говорим, что это самая многочисленная группа православные татары. Очень много смешанных семей, людей с русско-татарскими, русско-башкирскими корнями. Это православные люди, но никто же их не заставлял отрекаться от своих корней. И число тюркских народов, представителей тюркских народов на территории России, которые исповедуют православие, посчитать, были попытки, но трудно сказать, даже оценочно, я боюсь назвать эту цифру, но
много. То есть по численности это будет соответствовать такой не самой даже маленькой епархии Русской Православной Церкви. То есть это довольно большая группа людей. И она растет по разным причинам. Цивилизационные, может быть, разочарование там, в своей религии, может быть, еще какие-то причины, самые разные. Приобщение к русской культуре, переезд в Россию, этот поток людей, которые крестятся, не иссякает. И, конечно, это ставит перед нашей церковью очень серьезный вызов, потому что, скажем, да, приезжает человек из ближнего зарубежья, или даже он мигрант, уже здесь укоренившийся. Для него русский язык не является родным, он говорит, конечно, по-русски, что-то понимает с акцентом, но церковнославянский язык для него, понятно, не является интуитивно, так сказать, понимаемым, да, как для русского человека, который даже не был в церкви, он заходит, он интуитивно понимает, русскоязычный человек. Конечно, для мигранта, их очень много, да, только в Москве это сотни тысяч мигрантов, и любой священник подтвердит, да, что постоянно приходят таджики, таджики, да, это другая группа языковая, но неважно, приходят, азербайджанцы приходят и так далее, приходят, задают вопросы, но что получается, мы не можем достать иногда Евангелие на его родном языке, его нет, не можем найти слов, мы не знаем, что сказать. И, конечно, самый ключевой вопрос это литургия, да. Для нас, конечно, татары самый многочисленный народ. Как-то вопрос решается, но недостаточно, что в мегаполисах. Очень много татар живет в мегаполисах. Да? Нет в мегаполисах Москва, Петербург, Пермь, Киров, да, города Поволжья, все, там везде живут православные татары. Конечно, вопрос хотя бы один раз в году литургии на татарском языке не решен, хотя там и технические вопросы, кто будет служить, как, но хотя бы смешанные литургии, да, составные, можно уже служить сейчас. И, может быть, для нас это статистика, там, небольшие народы, малочисленные юкагиры, горные шорцы. Может быть, для нас это статистика, да, они, может быть, малочисленные, может быть, незначительно, глядя из Москвы, но для него, для самого представителя тюркских народов, юкагира, может, кто-то не знает о его существовании, да, но для него это вся его жизнь. Поэтому может быть поставлен вопрос о том, чтобы раз в год служить на всех тюркских языках, хотя бы составную, то есть хотя бы, да, фрагментарно литургию на этих языках, если будет хотя бы 2 или 3 представителя этих народов. Также у нас сейчас не решен, можно сказать, еще не решен вопрос доступности литературы. Как-то, может быть, мы еще не осознаем до конца то, что хорошо, что мы строим храмы, что мы колокола льем, что у нас огромные мероприятия, такой размах, но литература это важнее, чем колокола, да? потому что эти народы, порядка 70 миллионов в зоне нашей миссионерской ответственности. Даже, можно сказать, шире, порядка, если не ошибаюсь, 70 миллионов тюркских народов на территории Российской империи, но Монголия и западные районы Китая, да, там порядка, по-моему, 20, что ли, 20 вместе представителей тюркских народов, монголы, уйгуры, да, они примыкают, граничат с Россией, и тоже их можно отнести к зоне нашей миссионерской ответственности. Это очень важно, и наше бездействие будет способствовать тому, что этот вакуум будет заполняться чем-то другим. Чем будет? Он будет заполняться исламскими течениями какими-то радикальными, да, люди, ищущие чего-то духовного, они начинают что-то искать. Радикальными течениями и протестантами, которые очень легко используют язык. И очень легко протестанты входят, так сказать, достаточно успешно, несмотря на административное давление в Узбекистане, да, в Казахстане. И сейчас время собрать силы, подумать, может быть, собрать священников. Есть священники казахи, есть представители разных народов, которые знают языки. Есть семинаристы, которые готовы учить языки, восточные языки, готовы и работают, посвятить себя потом в дальнейшей миссии. Но вопрос организации. И, возможно, сейчас и перед священноначалиями, и перед Русской Православной Церковью, и перед общественностью станет вопрос, какие методы работы
Может быть, и было бы рационально, уже обсуждался этот вопрос, восстановления Сарайской епархии. Да, у нас есть Коломенская епархия, она преемница Сарайской епархии, которая существовала в Орде. То есть традиционно у нас есть даже каноническая структура, она, правда, такая, знаете, как бы символическая, замороженная, но она есть. Это Сарайская или Коломенская сейчас епархия, она имеет статус столичный, которая могла бы канонически, экстерриториально возглавить мир с тюркским народом. Здесь, конечно, нужна, понятно, деликатность. Деликатность, что, как предыдущий оратор говорил, абсолютно недопустима конфронтация между мусульманами и христианами, чтобы наша миссия не носила характер агрессивного прозелитизма, агрессивного миссионерства. Это, конечно, недопустимо. Но принять тех людей, которые хотят перейти к православию, мы обязаны. Последний очень серьезный вопрос стал ситуация с Турцией. Турция второе, самое многочисленное тюркское государство, практически сейчас на грани того, чтобы лишиться канонического духовного кормления. Потому что мы видим, что происходит в Константинопольской церкви. Увы, к сожалению, это этнофилитизм. И в условиях, учения о превосходстве эллинской какой-то расы, лидерства, безумные какие-то глаголы, что никакой миссии в Турции речи быть не может уже со стороны Константинопольского патриархата, потому что явно ересь, когда глава церкви говорит: наше лидерство нашей нации в православном мире. Конечно, никакой миссии в Турции нет. Но русских там много, сейчас открываются приходы, и возможно, что Русской Православной Церкви придется иметь дело с турецким народом, так как в Турции 75% турков, 25% национальных меньшинств, и многие национальные меньшинства, и сами турки, многие из них являются потомками насильно обращенных в ислам. И эти люди, причем их очень много, мы, конечно, точно цифру не можем сказать, но из истории известно, что их еще в 20 веке, в начале 20 века, очень много, многие из них помнят, и это и не исключено, и даже очень вероятно, что потомки этих людей, насильно обращенных в ислам, могут вспомнить свои корни и вернуться в православие, религию предков, это потомки греков, армян. И, конечно, тоже встанет вопрос об их духовном окормлении. И тоже такой сложный выбор будет перед Русской Православной Церковью, потому что Константинопольский патриархат, к сожалению, этим отказывается заниматься. Все знают ситуацию, которая сейчас там происходит. Спасибо за внимание. Благодарю. Спаси Христос, отец Максим. Дорогие братья и сестры, помимо прекрасного Шамаиля, который, вы видите, стоит по периметру, вы можете ознакомиться сегодня, на конференцию мы принесли и назовем ее первую икону, которая называется «Татар Эвлиялярнен Каралтая», или в переводе на русский язык «Собор татарских святых». Она расположена на аналое. Интересная особенность то, что иконописец, который писал эту икону из Татарстана, то есть Господь устроил так, что очень много факторов одновременно сошлось. А сейчас мы хотели бы перейти, продолжая все глубже погружаться в историю христианских корней татарского народа, и мы бы хотели, чтобы более подробно об этом с нами поделился исполняющий обязанности руководителя общины православных татар, башкир, казахов и других тюркоязычных народов Бузулукской епархии, помощник главы миссионерского отдела Бузулукской епархии по диалогу с мусульманами Быков Олег Ильдусович. Поприветствуем Олега Ильдусовича. Самосыз, братья и сестры. Я хочу рассказать такой, небольшой исторический, очерк, что ли. Где-то 7 лет назад я начал заниматься изучением истории православия среди татар, предков татар. Когда мне задали, как обычно же у татар как говорили, что татар крестили при Иване Грозном, крещенных, и на этом вопрос весь закрывался. То есть это мне так предки передавали, потому что предки у меня были мусульмане.
И когда мне начали рассказывать вот, крещены и вообще люди, кто изучал этот вопрос, что это далеко не так, я как бы так про себя улыбнулся, думаю, так вроде как прикрываю свою смену веры. И начал изучать плотно этот вопрос. Сейчас для этого есть все возможности, то есть у нас есть интернет, где есть отчеты археологов, то есть вообще людей независимых, которые там разные люди, и мусульмане, и христиане, и все можно изучить. Также я изучал, как Валерий, вот с его помощью, Валерий Зарубин свел меня там с архивистами, и историю своей семьи, то есть своих предков по архивам. И вот начну со своей семьи. То есть я изучил ее где-то до начала 17 века. То есть это были служивые татары, которые участвовали в войнах на стороне российского государства с поляками. Потом мы их перевели в сословие к морскому ведомству, то есть они занимались заготовкой леса для строительства кораблей во времена русско-турецких войн на Вятке. Так вот, интересные какие факты. То есть имена. У татар, у многих, не только вот у моей семьи, и у других попадаются христианские имена. То есть, например, вот у меня конкретно там прапрадед был Рысай. А Рысай, это по Евангелию от Луки, это предок Иисуса Христа, то есть в родословной Иисуса Христа. Есть Рысай такой. Потом там есть имена Давид, есть имена Асень, Асан. То есть эти имена, то есть Асан, это имя имел болгарский царь. То есть житие Саввы Сербского, почитайте, там был царь Асень, Асан. То есть здесь связь с болгарами. И вообще, изучая вот эти все вопросы, именно вот казанских татар, то есть мои предки были выходцы из Мамадышского уезда Казанской епархии, губернии. У нас получается два крыла предков, то есть это болгары волжские и больше половцы, то есть татары, смешанные с половцами, то есть это племена, пришедшие с Батыем и перемешанные с местным населением болгарским и половцы-кипчаки. То есть получается в чем? Что и то крыло имели христианские корни, и попали они сюда. То есть на Среднее Поволжье под натиском мусульманской экспансии. То есть когда вот обвиняют, татар, говорят, что вы потеряли, вы предали веру своих предков. То есть это надо разобраться. Это глубоко не так. То есть получается как? До того, как переселились сюда наши предки на Волгу, что взять болгар? Болгары переселились с Дона, с района Дон, Кубань, Восточная Украина. Там в то время, до того как... То есть об этом говорит не просто там какой-то дядя Вася, об этом говорят историки, которые изучают историю Татарстана, понимаете? То есть это авторитетные люди об этом говорят. Тоже там Казаков, например. То есть это на самом деле так. То есть вот болгары, когда переселились с Дона, то есть до переселения на Дону, имели 7 православных епархий, понимаете? То есть началось крещение еще со времен иконоборчества. То есть Стефан Сурожский в Крыму, понимаете? Когда жили на берегу Каспийского моря болгары, то есть постоянно было христианство. Было 7 православных епархий. Но сейчас я хочу коснуться второго крыла, то есть это половцев. Это люди, пришедшие из Семиречья. То есть Семиречье, Южный Казахстан, это район Тараза. Вот, там тоже было несколько волн переселения. То есть тюрки вообще, когда пришли в Среднюю Азию, там уже в это время были сагдиане, то есть это сирийцы, кто были христиане несторианского толка. И постепенно под их влиянием язычники-тюрки стали принимать христианство. То есть когда началась арабская экспансия, то есть это, грубо говоря, где-то конец 8-го, начало 9 века, то есть это вот на Среднюю Азию, на Южный Казахстан, это Бухара, Тарас,
то все первые мусульманские мечети были переделаны из христианских церквей. А в то время там правили тюрки. То есть, понимаете, это вот наши как раз предки. Вот. И от этой экспансии, то есть даже это записано в арабских летописях, что переделали из церкви в мечеть, часть населения приняла ислам, а часть населения ушла, понимаете? А уходили куда? Уходили в степи, то есть сначала это вот район Каракалпаков, потом степи Южной Украины и дальше. И понимаете, как свидетельств этому очень много свидетельств. То есть если вы заедете в любой музей крупный, там, допустим, в Бишкек, в Алмату, там везде присутствуют скайраки христиан. А что такое кайраки? Это могильные камни с крестом, и где на этих надписях есть надписи на тюркском языке. Например, Георгий Демирджи, раб Божий. Понимаете, Демирджи – кузнец, то есть Георгий – кузнец, раб Божий. И это христианство там сохранялось где-то до времен Тамерлана, понимаете? То есть Тамерлан, монголы уже вот это вот постепенно начали уничтожать. И вот эти, еще какие свидетельства есть? Вот эти половцы, да, которые вышли оттуда, вот эти статуи есть половецкие, они что у нас такие же, что такие же там в Южном Казахстане. И везде, то есть следы христианства. И они остались сейчас в татарской среде. Вот эти вот у нас же поминки есть, да, хоть мусульман возьми. 3 дня, 7 дней, 40 дней. У арабов нет такого, понимаете? У арабов нет. А откуда это появилось? Откуда эти имена во всех? Возьмите любой, вот копните свою родословную, будут имена христианские попадать. Откуда это пришло? Потому что по арабским летописям пишут, Караханитское государство, вот Южный Казахстан, тоже взяли власть, тюрки некоторые приняли это мусульманство и стали гнать, и прям пишут, что были сары, например, были христиане и ушли сюда, к нам на юг. Потом нестериане, кирииты, очень много племен. То есть и сейчас казахские племена, вот я сам разговаривал с казашкой из племени Найманов, и говорю, вы же были христиане все. Она глаза опускает, говорит, да, я знаю, мы были все христиане. Понимаете? То есть вот эти вот нападки, что там истинную веру там потеряли, тут надо разбираться с этим. То есть это неправда. Уважаемые участники конференции, братья и сестры, у нас тематика и проблематика мы обсудили и на международном уровне, поднимались на эту высоту, и общероссийский тоже мы обсуждали. И теперь мы с вами сконцентрируемся на конкретной области нашей великой и большой страны, конкретно на Республике Татарстан. Этот край, он таит в себе невероятные находки, свидетельства, удивительные переплетения исторических фактов, которые Господь устраивал с теми людьми, которые населяли эту землю и населяющие ее сейчас. И вход в эту сокровищницу истории христианства в Среднем Поволжье, ее периодизации, источниках, перспективах изучения я попрошу открыть доктора исторических наук, профессора кафедры философии и культурологии Ульяновского государственного университета имени Ульянова Бурдина Евгения Анатольевича. Евгений Анатольевич, просим вас. Добрый вечер, уважаемые участники конференции, уважаемые гости. В первую очередь я бы хотел сказать кратко вот о чем. О так называемой Волжской цивилизации. В нее входят прежде всего регионы, расположенные вдоль Великой Российской реки. В данном случае это Самарская область, Ульяновская, Республика Татарстан, и некоторые другие. Мы считаем, что Волжская цивилизация – это уникальный, комплексный, то есть природный, культурный, социально-экономический, есть другие аспекты. Феномен, не имеющий себе равных ни в России, ни в мире. Это, по нашему мнению, один из духовных центров нашей страны. Объекты культурного и природного наследия этой цивилизации, они включают в себя как материальные объекты, то есть это города, сельские поселения, памятники археологии и многое другое, так и нематериальные объекты, то есть это традиции, обычаи наших предков,
легенды, сказания. По-моему, громко говорю? Хорошо. Духовные ценности, ну, в том числе и православные. Важной частью волжской цивилизации является история и культура христианства РПЦ на данной территории, так как значительная часть населения здесь являлась как в прошлом, так и сейчас христианами. Подчеркну, что феномен указанной цивилизации не ограничивается X-XVI веками, как это иногда считают некоторые ученые-националисты, ну, в частности, на территории Республики Татарстан. Они считают, что волжская цивилизация – это только история Волжской Булгарии, Золотой Орды и Казанского ханства. Уверяю вас, изучение множества источников показывает, что это абсолютно не так, что здесь история начинается с каменного века, как мы сами знаем, палеолит, древний каменный век, и заканчивается нашим с вами временем. То есть это огромный хронологический отрезок, где-то примерно около 100 тысяч лет, а не 5 веков, как некоторые ученые, как я уже говорил, считают. В 2016-2018 годах по инициативе и при мощной поддержке благотворительного фонда Феодора Болгарского, председатель этого фонда Владимир Сергеевич Ганичев перед вами здесь сегодня, он с нами, он уже выступал. И под моим научным руководством был реализован проект истории христианства в Среднем Поволжье. Его географические рамки – это Республика Татарстан, Самарская область и Ульяновская область. Ну, мы посчитали, что вот именно эти регионы Среднего Поволжья – это вот как раз ядро данной территории. И оно весьма показательное как в историческом плане, так и в культурном и во многих других. Естественно, как историк я не мог проводить исследования без опоры на целый комплекс исторических источников. Среди главных групп данных источников я хотел бы отметить археологические артефакты, то есть древние предметы, данные археологии. Во-вторых, это письменные источники, тоже очень большой пласт нашей истории и культуры. И в-третьих, это устные свидетельства. Ну, понятно, что это уже в основном 20-21 века. Также нами была разработана специальная авторская классификация вещественных маркеров христианства на данной территории, которые как раз вот и позволяют понять специфику, то есть особенности христианской матрицы на данной территории. То есть нам это тоже очень сильно помогло. И действительно, вот все вот эти источники, эта классификация, как бы, ну я это называю, если говорить простым языком, это железобетонные факты, аргументы, которые очень трудно опровергнуть. И я немножко об этом еще попозже скажу. Среди методов наших исследований я бы хотел выделить такие подходы, как историко-географический. То есть мы не сидели не только в кабинетах работали, но мы выезжали на территорию, в приходы приезжали, в храмы, в музеи, музеи-заповедники и так далее. То есть мы видели вот это все визуально. Мы видели и могли пощупать, потрогать вот эти артефакты древние, христианские и многое другое. То есть это вообще вот очень интересный подход. Ну и, естественно, еще очень любопытный подход культурологический. То есть мы, в общем-то, конечно, делали упор на культурное значение вот этих всех предметов, этих источников. Тоже очень любопытно. Специфика изучаемого региона, она состоит, ну, во-первых, в том, что этот регион, он полиэтничный, то есть здесь очень много этнических групп. Ну, в первую очередь, естественно, это тюркоязычные группы, финно-угорские группы и славянские группы. То есть вот основные три группы. Ну и так далее. А значит, этот регион и очень богат в культурном плане. То есть у каждого этноса, у каждого народа своя собственная культура. Ну и в-третьих, пожалуй, это очень важный момент, это то, что вот эти все этносы, да, они мирно уживались между собой,
и в том числе мирно уживались между собой и представители многих религиозных систем или конфессий. Ну, если мы с вами вспомним западноевропейскую историю, то там картина была совершенно другая. Достаточно вспомнить европейскую инквизицию, да, которая свирепствовала много столетий, примерно с 13 века и позже. И в Испании, например, вот эта самая инквизиция, она была отменена, угадайте, когда? В 1834 году. Вот на этом фоне вот та религиозная ситуация, которая была здесь у нас, то есть была здесь в Среднем Поволжье, я имею в виду, и в средние века, и сейчас, это просто, как говорится, тише гладь и Божья благодать. Это так на самом деле оно и было. Хотя, конечно, были и какие-то негативные моменты, но их было достаточно мало. Проведенный анализ исторических источников позволяет нам утверждать, что история и культура христианства, РПЦ в Среднем Поволжье, предварительно может быть разделена на следующие большие периоды. Ну, первый период – это пассивный, то есть это зарождение, собственно, христианства. Это приблизительно 7-10 века, раннее Средневековье. Затем второй большой период – это активный период, то есть это уже, как я называю, образно говоря, это триумфальное шествие христианства по Среднему Поволжью. На самом деле это так, источники об этом говорят. Это 11-15 века. Ну и последний большой период – это государственный период, это уже середина XVI века и по настоящее время. Конечно, вот внутри вот этого последнего периода есть много других этапов, но поскольку у нас время ограничено, я про них говорить не буду. Главным итогом нашего проекта на данный момент стала вот эта монография «По следам Спасителя. Истории христианства в Среднем Поволжье, 7-15 века». Она была издана в 2017 году. Сегодня она у нас здесь есть. То есть вы можете ее полистать, можете взять с собой. Да? Кроме того, уже фактически написана, то есть готова к изданию следующая книга, вторая книга этого проекта, уже завершающая получается. Рабочее название «Русская православная церковь в Среднем Поволжье. История и культурное наследие 16-21 века». В настоящее время мы ищем средства на издание этой книги. С Божьей помощью найдем. Кроме того, опубликовано множество статей в научно-популярных журналах. Мы проводим множество лекций, провели 12 презентаций вот этой книги. И неизменно эта книга, она вызывает огромный интерес. Нам звонят из Москвы, из Ярославля, из Петербурга, из Казани, естественно, из Самары. То есть достаточно большой интерес к этой книге. И одним из главных итогов этого проекта также я считаю то, что мы сумели разработать несколько экскурсионных маршрутов для туристов. Ну, естественно, в основном православных, но и не только. Главный маршрут туристический – это Золотое кольцо православных святынь Среднего Поволжья. То есть мы подумали, если есть известный, да, уже маршрут Золотое кольцо, там, Владимир, Суздаль и так далее, то почему мы не можем сделать свой православный маршрут по Среднему Поволжью? Тоже своеобразное Золотое кольцо. И получился, мне кажется, очень интересный маршрут. Ну и в заключение краткие перспективы нашей дальнейшей деятельности. Понятно, что эта тема мы только начали ее изучать, по сути дела. Это в значительной степени еще белое пятно. Мы много сделали, но еще много предстоит сделать. Ну и первое здесь – это расширение и углубление старой тематики, исследование новых проблем, в том числе вот в рамках так называемой волжской цивилизации, о которой я уже говорил. Там очень много аспектов, тема очень интересная. Второе – это публикация полученных новых знаний в виде монографий, статей, фильмов и так далее. То есть мы не хотим замыкаться на чем-то одном, мы стараемся охватить много аспектов. И в-третьих, на основе достоверных научных знаний проведение широкой просветительской деятельности среди населения, особенно молодежи. Вот это направление, пожалуй, одно из самых главных. Потому что мы видим, что наша молодежь, ну не только молодежь, но особенно она, люди молодые просто не знают своей истории,
тем более историю своей малой родины. Это, конечно, позор. И сколько бы мы ни говорили о патриотизме, о любви к России, если вот эта работа не будет проведена, это все пустой звук. Это, на самом деле, я в этом убедился уже давно. Ну и четвертое – это создание новых музеев на основе вот этих достоверных научных данных, потому что, опять же, достаточно много видел музеев по всему миру, по России, и многие музеи представляют из себя просто сбор каких-то вот разрозненных экспонатов, каких-то мифов, сказок, фальсификаций и так далее. То есть такие музеи, они даже вредят, мне кажется, нам. Поэтому нужны действительно нормальные, хорошие, современные научные музеи на основе научных данных. Ну и последнее – это внедрение научных достижений в образовательный процесс школ, вузов и так далее. Тоже без этого мы просто вот как бы обречены на неудачу, наверное. И вот мы про это уже какое-то время говорим. Я считаю, что идеальной площадкой для реализации указанных перспектив, дай бог, в будущем будет научно-просветительский центр или духовный центр, который, в общем-то, есть такая мысль, рано или поздно будет в городе Болгар в Республике Татарстан. На этом, пожалуй, я закончу. Спасибо за внимание. Благодарим вас, Евгений Анатольевич, за погружение в историю. И продолжая вот именно вот эту тему, которую сейчас поднял Евгений Анатольевич, я бы хотел с вами поделиться несколькими совершенно удивительными фактами и погрузиться еще глубже в историю земли Волжской Булгарии, то есть тогда, когда еще Волжской Булгарии как таковой и не было, период до этого. И я, как житель Болгара, города-наследника великой истории, с удовольствием предлагаю вам в этот анализ немножко погрузиться. Так в чем же эти особенности, которые Господь в течение практически 17 веков неизменно сохранил на этой земле? Их 3. Первое – это непрерывность христианской традиции, начиная с IV века. То есть это значительно раньше, чем в любом другом уголке России, кроме Причерноморья, естественно. На Среднем Волге сохранилась именно православная традиция христианства. Несмотря на то, что было много и инославных вливаний, в частности и католики там были, и несториане, которые все равно в итоге трансформировались и оправославливались. А второе – это наднациональный и многонациональный характер христианства в данном регионе. Участие представителей различных национальностей в христианской истории – это были прославяне-анты, готский элемент, скифский компонент в виде аланов, исаков, финские, балтские, тюркские, угорские народы, армяне, потомки всех смешанных семей, сочетание всех этих народностей. И при этом в различные эпохи жесткого доминирования какой-то одной группы национальности над другой не было, либо это происходило в течение очень долгого времени. И третье, что, наверное, особо важно и значимо и для нашего собрания в том числе, с нами сегодня и наши отцы, с нами сегодня и православные миряне, именно ярко выраженный фактор народной религиозности. За все время лишь очень короткими периодами и спорадически христиане Средней Волги имели ярко выраженную иерархическую структуру. Исторически доминировала стихийная народная вера и благочестие. Это говорит о том, что народ может, как сам, сохранить даже в таких условиях христианскую неповрежденную православную веру. И хотелось бы начать с вообще предпосылок христианства на Средней Волге. Как, собственно, для истории христианства в России вообще, так и на Средней Волге в частности, духовным корнем, конечно же, является Крым. В X веке именно в Крыму началась христианизация Руси через князя Владимира. Так история христианства Среднего Поволжья корнями своими уходит в это же благодатное место. И именно в Крыму звучала апостольская проповедь Андрея Первозванного, это I век. Здесь же, находясь в ссылке, находился очевидец и ученик Петра и Павла, священномученик Климент Римский.
В Херсонесе проповедовали и приняли страдания в начале IV века посланцы матери всех православных церквей Иерусалимской церкви. 7 священномучеников херсонесских. Я бы хотел назвать их имена. Василий, Ефрем, Евгений, Елпидий, Агафор, Ефевий и Капитон. И также подписи епископов церквей Причерноморья стоят под определениями первых Вселенских соборов. В III и IV веке, благодаря выходцам из Малой Азии, совершается христианизация готов под руководством первого готского епископа, и мы знаем его имя, Ульфила. Совершается перевод им же на готский язык священного писания, богослужения. Так как сами готы пребывали в Северном Причерноморье, готские христиане стали носителями традиций данного региона. Вот, например, по свидетельству археологии, в данном районе захоронения христианские напоминают христианские захоронения Иерусалима и Палестины. Они имеют свои особенности. Какие они? Это, во-первых, полное отсутствие одежды на теле погребенного. Даже вот фибулы, к которой крепилась одежда, ее нет. Строгое расположение на восток. То есть и уже в то время, как в Палестине, как в Причерноморье, погребение совершалось именно таким образом. Это, кстати, и есть главный признак захоронения древних христиан на нашей Болградской земле. И таких погребений в ареале именьковской культуры 15%. Далее в IV веке произошло известное нашествие гуннов. И часть населения, среди которых некий процент, конечно, составляли и христиане, но не более 10-15%, они переселяются на Среднюю Волгу и Нижнюю Каму. Вовлеченные в переселение оказались и прославяне анты, и балты, и аланы, и частично даже иные. Некоторые археологические артефакты указывают на готские и сакские предметы. Епископ при этом уходит с основной части своего народа на запад, и они утверждаются в неправославной ветке арианства. Получившееся сообщество IV век на Средней Волге историками именуется как и археологическая, и меньковская культура, которая существовала с IV по VII век. И фактом, свидетельствующим наличие евхаристического служения, как минимум первого поколения переселенцам, является невероятная находка, так называемая «синяя чаша». Синяя чаша – это археологическая находка, найденная у нас, вот Евгений Анатольевич сегодня с нами. Это потир, выполненный из синего стекла, очень высокого качества евхаристический сосуд, с характерным нанесением косых крестов. Подобные чаши изготавливались только в Константинополе и только в IV-V веке, то есть больше их не было нигде и никогда. И таким образом самый первый период начинающейся христианской болградской истории, он уже четко прослеживает все три особенности. Традиция идет от апостолов, от Андрея Первозванного, с епископов, миссионеров Иерусалима и также равнопольственного труда Ульфила Готского. Смешение различных этнических групп в результате переселения с дополнительным смешением их с очень незначительным местным финским компонентом, а так как по причине отсутствия и естественной смерти священников первого поколения, религиозная жизнь как раз и начала переходить в разряд народного верования, народной категории, при которой, естественно, появлялись свои лидеры. Дополнительным фактором, усиливающим эти особенности, является то, что этот регион, он в течение последующих 3 веков был в целом отсечен от мира по степям. Там как раз были гунны-кочевники, и многие народы просто боялись переходить, и получилась некая такая изолированная земля, в которой вот эти традиции христианства были посеяны. Если период Волжской Булгарии, 7-13 века, он характеризуется уходом основной части именьковских племен сначала на запад, а затем в ареал бывшего расселения их предков, на северо-восток бывшей державы готов. А на освободившиеся территории пришли новые поселенцы – булгары. А кто такие булгары и откуда вообще они взялись? Итак, в VI-VII веке в низовьях Дона и Волги по Северному Кавказу существовало государственное образование – булгарский каганат. Основное население – это тюрки, угры, а также местные племена, в первую очередь аланы, которые все вместе были объединены под властью тюркского рода Дуло. Находился каганат в тесном контакте с христианской Византией, и под ее влиянием, в том числе религиозным, находился столица Фанагория, основная часть населения которой – христиане.
В соответствии с древними письменными источниками верховный Каган Кубрат-хан воспитывался в Константинополе в христианской среде, крещен и венчан на представительнице патрицианского рода. Христианин был его дядя, регент Аргана. Христианами были сыновья Кагана и их семьи, также элита общества. И историки под Полтавой в 20 веке нашли удивительный так называемый Перещепинский клад. И там были выявлены вещи византийского происхождения религиозной христианской тематики. Самые главные находки, пожалуй, было следующее. Это специальные перстни, которые выполняли функцию печати. На них был изображен крест и зашифрованы имена Каганов, Аргана и Кубрата. Такие перстни выдавались императорами Византии как признание власти местных властителей. Архонтов их называли, или князей. И они выдавались только православным, без исключения. После смерти Кубрат-хана Великая Булгария, несмотря на его завет, к сожалению, распалась на 5 частей и в итоге пала под ударами хазар. И одна из частей, орда его сына, Катрак его звали, откочевала в европейскую сторону Дона, кстати, где и есть территория Перещепинского клада. И затем на Нижнюю Каму и Среднюю Волгу, положив начало в Волжской или уже Камской Булгарии. И интересно то, что вот христиане, переселившиеся вместе с Катрагом, слились с христианами остатками именьковцев, и в итоге получилось, что основная часть населения, хоть и была язычниками, переплетение, новое вливание христиан в местное население. Волжские булгары вскоре впадают в вассальную зависимость от хазарского каганата, и здесь тоже начинается очень интересная история. В 7-8 веке хазары очень вели тяжелые изнурительные войны с арабами, и войска их даже до Дона доходили, мы знаем. Свою столицу вплоть до того дошло, что хазары из Дагестана решили перенести севернее на Волгу, а по мнению некоторых историков даже стоял вопрос о перенесении столицы на территорию булгар. О принятии хазарским каганатом государственной религии православия ради более тесного союза с Византией, дабы объединиться против общего врага. И поэтому, по этой причине, было переселено родственное хазарам племя Стерика на Северную Волгу. Об этом племени известно как о христианах, приведенных к вере миссионерами албанской церкви. И это тоже усилило христианский компонент среди булгар. В X веке князь Киевский Святослав в своем знаменитом походе уничтожил хазарский каганат, и это дало мощнейший толчок для развития Болгарской земли. Здесь проходила ветка Северного шелкового пути, шло 7-мильными шагами развитие торговли. Все новые и новые переселенцы прибывали сюда, и среди них, например, археологи обнаруживают поками поселения славян и мордвы Эрзя, и те, и другие были христианами. А в самом Болгаре была большая купеческая колония русских с деревянным храмом. В XI веке происходит еще одно очень важное событие. В Болгарии образуется многочисленная и очень богатая колония армян. Они бежали из города Ани, который разорили турки, а армяне, как мы знаем, с IV века являются христианами. Далее, в 922 году при Алмыше элита Волжской Булгарии принимает ислам как государственную религию. Но по свидетельству, в первую очередь, арабских, конечно, современников тех событий, примерно разделение по религиозным идентичностям населения было таково. Элита – мусульмане, по окраинам – язычники, а вот в земледельческом центре в основном христиане. Это трактаты Ахмада ибн Фадлана и Абу Зайда Ахмед ибн Сахл аль-Балхи. В 985 году в своем походе болгар, как написано, взял на копье князь Владимир. Еще до крещения, тогда он был еще язычником, и он с булгарами заключил первый в истории Руси мирный договор. Летопись нам сохранила текст этого договора, каков он был. «Только тогда между нами не будет мира, когда по Идель-Волге камни начнут плавать, а хмель тонуть», подтверждая полную невозможность таковых событий, что нет мира.
После того, как князь Владимир остановил свой выбор на православии, Святой Креститель Руси осуществляет первую в истории Русской Православной Церкви заграничную религиозную миссию в Волжскую Булгарию. Туда был направлен Марк Македонянин. Самое удивительное и поразительное для уже исламской Булгарии было то, что лично эмир, правитель Болгара, позволил миссионерам от князя Владимира вести беседу перед народом и лично перед властителем. Это уникальный пример для исламского мира. И даже в соответствии с летописями после миссии 3 булгарских князя со своими родами приняли крещение. А княжеский род — это не 4, не 5 человек, это огромное количество людей. Но, к сожалению, идея вечного мира, она была не очень долгой. И в 1164 году князь Андрей Боголюбский предпринял поход на Болгар. Но основной целью было не сколько воинственный захват земель, а объединение под единой государственной властью всех земель. И тут произошло чудо. В итоге Андрей Боголюбский, хоть и конечной цели не достиг, Волжская Булгария тогда не вошла в состав Руси, но тем не менее был вновь заключен мирный договор на очень выгодных условиях, и в связи с этим Андрей Боголюбский по его просьбе начали служить молебен и благодарственный. И в этот момент от выносной иконы Божией Матери Владимирской, которая всегда была с ним, произошло чудо света, сияние света. Андрей Боголюбский был очень впечатлен этим событием и направил письмо императору в Константинополь. И когда пришло письмо от императора, оказалось, что в этот же день, в этот же час проводилось сражение с турками. Также была победа, и также во время благодарственного молебна было чудо свечения от выносного креста и от иконы. И для того, чтобы отметить в истории это событие, с этого времени начинает начало свой праздник Покров Божией Матери. Именно с этих событий, с Болгарской земли, с Андрея Боголюбского. В честь этого события он возводит первый именно архитектурно-русский храм Покрова на Нерле, который мы все знаем. Если вы обратите внимание на его форму, он отличается от скопированных с Византии, например, или с греков. Он именно русский. Также по преданию камни, которые были использованы при строительстве храма, были привезены из Болгара. Самым ярким примером высоты христианского свидетельства на болгарской земле этого периода, конечно же, является подвиг жизни и смерти святого мученика Авраамия, болгарского чудотворца. Он является одним из 13 доордынских прославленных святых. Что мы знаем про Авраамия Болгарского? По летописям он был очень зажиточный купец, вел очень благочестивую жизнь, и что характерно, несмотря на то, что да, он был мусульманином, он был не женат, что в принципе не характерно, особенно для того времени. И всю свою жизнь он проводил в милосердии, помощи нуждающимся, и он искал Бога. И он его нашел, и Господь с ним встретился. Святой Авраамий принимает святое крещение, Христос истинно пребывает с ним. И главным его делом, как христианина уже, стала проповедь. И последнюю свою проповедь святой Авраамий совершил во время ежегодной огромной ярмарки, так называемом Ага-базаре в Болгаре. И с Христовой любовью он призывал соплеменников к свету правды. Но, к сожалению, по словам летописца, толпа разъярилась, святого мучили, били всем миром и требовали отречься от Христа, а затем четвертовали. Казнь была совершена за городом у колодца 1 апреля 1229 года. А вот останки мученика приняли на свое кладбище армяне. То есть даже вот в этом событии Господь устроил таким образом, что ни мученик Авраамий не остались его мощи попранными в грязь, приняли братья. А первое чудо, совершенное Авраамием Болгарским, произошло по молитве старика-мусульманина, слепого, который просил своего же родича, чтобы Господь дал ему прозрение, и он прозрел. Таким образом, колодец, обогренный страдальческой кровью мученика, стал почитаться святым
и как христианами, так и мусульманами. Колодец и до сих пор в Болгаре ныне находится. Мы вас всех зовем в гости к нам в Болгар, посетить это невероятное место, прийти к колодцу. Через год, в 1230 году, мощи святого мученика по просьбе Владимирского князя Георгия были перенесены в Княгинин Успенский монастырь. Но вот тут хотелось бы отметить еще одну важную особенность. Все-таки акт казни Авраама Болгарского не был в полном смысле религиозным актом. Дело в том, что до этого на Болгар напали речные пираты, ушкуйники, которые называли себя христианами. Соответственно, город очень сильно пострадал, многие разорились, пожары, беды. И Авраам Болгарский, начав проповедь веры тех разбойников, был воспринят людьми именно как полный предатель народа, не сколько религиозно, а сколько именно по этому факту. Его как бы просто не поняли. Поэтому Болгар даже с этой позиции всегда был и остается землей мира и отсутствия межрелигиозных конфликтов. Итак, подводя опять же к нашим трем выводам, христианская традиция была сохранена. Тут и именьковцы, и переселенцы. Также наднациональный и многонациональный характер по-прежнему сохраняется. И тут же появляются первые христиане-тюрки. Начинается формирование очень сложного и удивительного по своему составу народа Крешен. И данный период характеризуется также отсутствием иерархической структуры, но сохраняется христианская традиция, и мы можем судить о высоте этой традиции, если она дала такого святого, как Авраамий Болгарский. Подводя ближе к концу, периоды Золотой Орды начинаются, это 13-15 века, я бы хотел сказать очень важный момент. Золотая Орда и вообще ордынцы как таковые в сознании многих наших соотечественников именно как захватчики, поработители и угнетатели. Однако, если мы посмотрим на историю, то на Среднем Поволжье монгольские войска внука Чингисхана Батыя, они просто катком проехались по Волжской Булгарии, истребили и испепелили все под полный ноль. Здесь не осталось ничего. И после выхода Батыя на Русь, дальше и на Западную Европу, все захваченные территории образуют улус Джучи, который известен как Золотая Орда. И первое время, кстати, функцию столицу летней ставки хана выполнял болгар. Для того, чтобы там все отстроить, дворцы, другие здания, с других захваченных территорий начали пересаживать население на это место. В том числе, в основном, это были, конечно, русские. И не элитное население возрождаемого Болгара было православным. В это время ознаменуется расцвет христианско-армянского присутствия здесь, центр которого это большая и богатая армянская община города Болгара, которая по некоторым данным даже имела свой каменный храм. Расселение русских, мордвы стало еще более активным, чем в предыдущие периоды. Также находка археологов на Святой Луке, на Самарской Луке – это поселение город с православным каменным храмом, мужским монастырем, это этническая мордва Эрзи, в первом веке Золотой Орды. Христианский монастырь, первый век Золотой Орды. Русские централизованно расселяются, кстати, на бродах и ямских станах, они несут почтовую повинность. Из этих людей впоследствии сложилось сословие казаков, в которой принимались и представители иных национальностей. Но духовным стержнем казачества всегда было православие. И центром расселения было верховье Дона. И таким образом казачество изначально является уникальным симбиозом многонациональности, православности и воинского наследия кочевников-монголов. Важным фактом общей религиозной картины является факт значительного сокращения количества мусульман после нашествия Батыя, которые также были тотально уничтожены. Много факторов здесь было, но что это привело в итоге? Что большое количество христиан, их влияние при правительстве и в армии, и среди купцов, это в первую очередь среди армян, других сословий населения региона все время росло. И это дает нам возможность назвать первый век Золотой Орды золотым веком расцвета христианства на Волге задолго до вхождения этих земель
в состав православной российской державы. А апогеем является образование официальных церковных структур. Впервые в христианской истории края появляется церковная иерархия и осуществляется полнота всех сфер православного образа жизни. В столице Золотой Орды, в Сарае, появилась кафедра епископа Сарайского, впоследствии и Подонского, назначаемого митрополитом Русской Православной Церкви. Он осуществлял духовное окормление православных севернее столицы. А в Сарае была еще одна кафедра от митрополита Аланского, который назначался патриархом Константинопольским, а сфера его влияния – территория южнее столицы. А особо в этих событиях занимает исторически гениальная просто личность святого благоверного князя Александра Невского. И что нам доносят хроники? Что великий князь осуществил обряд побратимства с сыном и наследником Батыя Сартаком. Обряд побратимства тогда был это не просто слова, менялись крестами побратимы. Соответственно, он был рожден от матери христианки Кераитки, это монгольский царский род, и он был не только христианином, но по ряду источников даже священнослужителем, но несторианского толка. Князь лично содействовал входу русских в Орду, взаимодействию, обмену культурой, традициями. Он, ведомый Духом Святым, Александр Невский еще тогда мудро положил начало массовому взаимопроникновению культур. Как раз то, что сейчас происходит в России, то, что так важно для нас, и то, о чем мы говорим сегодня на нашей конференции. И это взаимопроникновение было настолько глубоким, что земли, находящиеся в орбите влияния сарайских ханов, назывались Залесской Ордой. Концом Золотого века расцвета христианства в Орде и самой его высотой было время правления хана Мингу-Тимура 1266-1282. Хан сам, кстати, был тенгрианином. Это одна из форм единобожия. И это именно он давал ярлыки митрополитам русской церкви. И внутри Золотой Орды был строжайший запрет на причинение какого бы то ни было ущерба священникам Русской Православной Церкви. Цель, чтобы Русская Православная Церковь молилась о хане, о его роде, о процветании Орды именно добровольно, от своей собственной воли. То есть он очень высоко ценил молитву Православной Церкви. Свою дочь он выдал за ярославского князя Федора, смоленского ярославского чудотворца. И при этом даже особым посольством в 1978 году во главе с сарайским епископом Феогностом было испрошено благословение у самого Константинопольского вселенского патриарха Иоанна XI. Дочь его приняла крещение с именем Анна. Семья жила при ханской ставке, и князь Федор на правах зятя великого хана, естественно, пользовался очень большими привилегиями. Семья Федора и Анны, они также были храмоздателями. То есть на территории Золотой Орды начинают строиться храмы, монастыри. Естественно, это не могло происходить без ведома великого хана. И это все нам позволяет сказать, что хан Мингу-Тимир полностью создал почву для того, чтобы религией официальной Золотой Орды стало христианство. Но, к сожалению, при хане Узбеке Золотая Орда принимает официальной религией ислам. Можно долго говорить о том, почему так произошло. Мы сейчас говорим в целом не об этом. И в этот же период начинается после принятия ислама разгром, в частности, католической миссии. И здесь бы хотелось сказать последних пару слов о еще одном святом нашей земли, в честь которого назван фонд. Это мученик Федор Болгарский. Он был в то время в Болгаре, кстати, в день своего ангела, он вышел на проповедь в городе Болгар. Он был купцом, жили они в Твери, он был вообще византиец. А об этом можем говорить, потому что его прозвище Иерусалимлянин. Итак, он выходит на проповедь, и его также убивают за имя Христово. Но и тут же, говоря о том, что земля Болгара никогда не была землей межрелигиозной вражды, это убийство вполне можно понять. Разгром католической миссии, святой Федор византиец и по внешнему виду, и он просто-напросто был принят за католического проповедника, которого
было приказано просто-напросто убить. А в 2010 году при раскопах на Аланском христианском кладбище в городе Болгары было обнаружено очень необычное захоронение. Какое оно? Сидячее положение, на руках отрубленная голова и в руках большой крест византийской церемониальной традиции. По анализу ученых захоронение соответствует времени подвига мученика Федора. Антропологический тип захороненного средиземноморский. И все это указывает на обретение мощей святого мученика Федора Болгарского. Как мы видим, те же три линии, о которых мы говорили в начале, сохранение христианской традиции неповрежденной, многонациональный характер и народное благочестие по-прежнему сохраняются. К чему нас все это призывает и какой вывод из всего этого мы можем сделать в нашем 21 веке? В первую очередь хотелось бы посвидетельствовать о том, какие события, что сейчас происходит на земле наследницы Волжской Булгарии и такой истории. В частности, в 2015 году в Болгаре, в нашей области, открылась Чистопольская епархия. И вот храм святого мученика Авраамия с его и потенциалом, и духовным, и молитвенным стал базой 3 епархиальных отделов. Это социального служения, информационно-издательского и отдела по взаимодействию церкви с казачеством. И еще благотворительным. И благодатный пример вот духовного горения в Болгаре, он, естественно, затронул и весь Спасский район. У нас по населению примерно 19 тысяч человек, из них 13 тысяч традиционно себя называют православными. И таким образом, а храмов всего 11 приходов действует. Если просто поделить, выходит то, что плотность населения на один храм самая высокая в России, в Болгаре. И венцом 30-летнего развития с того момента, когда после советской власти православной вере открыты были двери, можно назвать усиление христианской миссии просвещения и благотворительности в лице образовавшихся общественных православных организаций, как дань традиции и народной вере, и народному движению. В частности, это благотворительный фонд святого мученика Федора Болгарского, община Спасская – это община православных, венчанных, многодетных семей, которые решили объединиться во славу Божью для прославления имени Христова и возрождения соборной народной истинной жизни на земле. И впоследствии эти и другие аналогичные организации из совершенно разных регионов России, православные по своему толку, объединившись, регистрируют Союз православных, общественных и благотворительных организаций в 2016 году. Или СПОБО, сокращенно, даже название СПОБО. Спасибо, Бог. В данной организации соработают на различных уровнях со структурами Русской Православной Церкви, государственными, общественными организациями, осуществляют свою деятельность, служа Христу, Его Церкви, народу в целом и конкретным людям. И это мы бы и могли назвать благодатным плодом уникального и совершенно неискусственного опыта болгарской земли. Сам Господь через молитвенное горение людей, через иные формы, по благотворительному фонду, если мы будем говорить, это и соборное милосердие, благотворительные помощи, чтение Слова Божьего и прочего, ведет к деятельному осуществлению духа и форм соборности Церкви, торжеству православию, оздоровлению общества и преображению нашей великой России. Спаси Господь. В продолжение того, что я хотел сказать, именно мы понимаем то, что вера без дел мертва. Первый и главный долг православного христианина, какой бы национальности он ни был, татарского в том числе, конечно же, это молитва и прямое общение с Богом. И об этом опыте я хотел бы попросить выступить нашего дорогого гостя, иерея Андрея Якубова. Благословите, Владыка, сянемся, отцы, братья и сестры. Где-то примерно в апреле 2018 года татарская община обратилась ко мне с просьбой начать молебен о своих сродниках, некрещенных или отпавших от веры.
я согласился, потому что до этого община обращалась ко мне, вот Динара помнит, но с просьбой какой-то такой общественной деятельности, что мне было не так интересно, а молитва – это прямая обязанность священника. Мы начали еженедельно служить молебен об обращении сродников с добавлением акафистов святых татарских. И чаще всего мы служим молебен с акафистом мученику Авраамию Болгарскому. У нас есть иконка его напечатанная. И хотелось сказать о сложностях, которые возникли. Пришло некое смущение, как мы можем в храме молиться за некрещенных людей. Вы знаете, да, в храмах православных у нас в России не принимаются записки на молебнах, да, даже о некрещенных людях. И я консультировался с богословами в Московской духовной академии, с канонистами, и каких-то проблем не нашлось. И профессор Алексей Ильич Осипов тоже и на интернете высказывался по этому вопросу, что проблем молиться за людей некрещенных в храме нету. Только мы за литургией не имеем права, естественно, их поминать, потому что литургия – это приношение бескровной жертвы Спасителя, где поминаются только крещенные православные люди. А в дальнейшем благословение первого викария, святейшего патриарха, митрополита Арсения Истринского, полностью это сомнение убрало. Владыка очень обрадовался нашему начинанию, такому молитвенному, дал свое такое устное благословение нашему делу. Мы совершаем молебен, который служил отец Даниил Сысоев на этом приходе. Чуть-чуть мы его видоизменили. Как у отца Даниила у нас есть вставки на татарском языке, мы Три Святое по Отче наш читаем на татарском, Псалом, Господи помилуй поем на татарском языке, и читаем Апостол и Евангелие, также дублируем на татарском языке. Когда есть, конечно, тот, кому читать, потому что не только татарская община начала приходить на наш молебен, вот эту потребность молиться за своих сродников, некрещенных, которые мы зачастую в наших храмах православных не можем реализовать. Вот появилась такая возможность, к нам стали стекаться люди, не такое большое количество, но так потихонечку разные люди приходят, и тоже хотелось всех пригласить, кто хочет молиться за своих сродников. Вот есть такая возможность по пятницам. Еженедельно мы собираемся, примерно в 7 часов вечера у нас начало. Можно позвонить в храм за свечной ящик и уточнить, будет ли молебен в конкретную пятницу. Почти каждую пятницу есть, но иногда есть отмены по техническим причинам. В дальнейшем мы планируем, если Бог благословит и благословит священноначалие, служить литургию на татарском языке. Но тут, конечно, нужна очень серьезная подготовка. Прежде всего нужны те, кто будет читать и петь на татарском языке. Так что если у кого-то есть желание хотя бы, да, но умение петь, например, но не знают татарского языка, но хотели бы участвовать в этом благом деле, тоже всех приглашаем к такому сотрудничеству, к совместной молитве. И если Господь благословит, тоже вот это начинание будет исполнено. Ну, всех хотел еще раз поблагодарить за внимание и сказать, что любая миссия, как представляется, начинается с молитвы. И никакие наши слова о Христе не будут действенны, если мы не будем подкреплять эти слова совместной молитвой. А молитва – дело непростое, и вот эти молебны, которые у нас проходят еженедельно, это показали, потому что собраться на какое-то вот мероприятие, как, например, чтение наше рождественское, мы можем, а вот собраться на молитву оказалось не так просто, особенно регулярно это делать. Вот. Но надеюсь, что Господь наше начинание благословит и укрепит наши сердца в молитве, потому что это наше основное делание – молиться за сродников, тогда и миссия наша, которая заключается в нашем добром отношении проповеди Христа, она будет успешной. Спасибо, Господи. Храм пророка Ильи на Ильинке. Храм пророка Ильи на Ильинке, это в центре находится. Вот. У меня есть телефон, у Динара, я думаю, тоже можно дать и обратиться, и позвонить, узнать, будет ли молебен. Спасибо, Господи.
Похлопаем, братья и сестры, опытнику отцу Андрею. Спаси Христос, отец Андрей. К нам присоединился еще один член нашего президиума, российский религиовед, историк религии, исламовед, член Бюро Всемирного Русского Народного Собора Силантьев Роман Анатольевич. Роман Анатольевич, на несколько слов выйдите, пожалуйста, к нам. Ну что же, хочу тоже поприветствовать участников, несмотря на смену места, которая, в общем-то, не случайно произошла. Есть у вас много доброжелателей православных татар, известно где находящихся. Людей пришло много, многие мне звонили, спрашивали, как дойти. В общем-то, казалось бы, люди, не имеющие отношения к православным татарам. Владыку Калистрата можно поблагодарить за то, что он принял участие. Я думаю, могли бы другие архиереи приехать, если бы, конечно, не проблемы сейчас с движением и не такая неожиданная смена места. Ну что же, не все вас любят, надо к этому относиться спокойно. Да, есть у нас люди в стране, которые чувствуют себя государством в государстве, которые считают, что с их капризами у нас должны власти считаться. Власти они шантажируют, хотя, надо сказать, наша верховная власть все более жестко к этому относится и все с меньшим пониманием на это реагирует. Поэтому спокойно делайте свое дело ваше правое, православных тюрок становится все больше. Вот еще один архиерей, наполовину татарин, наполовину башкир у нас появился, владыка Марк Воркутинский, уже 4-й. Я думаю, еще будут архиереи из татар, из башкир, из чувашей, из других тюркских народов. У нас действительно церковь многонациональна. Вот когда 10 лет назад проходил поместный собор, мы насчитали 54 национальности среди его участников. Так что церковь-то наша, в общем-то, конечно, она не русская по своему национальному составу, но, конечно, российская. В первую очередь, так она раньше и называлась. Поэтому всем народам в ней рады. И вот как раз надо сказать, что этническое разнообразие людей и радует. Нормальный православный человек, увидев человека не русского в церкви, скорее порадуется, чем огорчится или подумает что-то националистическое. Так что церковь действительно людей сближает, и можно только порадоваться. И переходим к слову руководителя православной татарской общины в городе Москве Динары Абдулбяровны Бухаровой. Кадерле дуслар, хөрмәтле тугынайлар, арумысыз, саумысыз, сәнмесез, хәерле кич. Алла безнең арасында, Алла безнең уртасында. Амин. Поговорим немножечко, то есть у меня о наболевшем, поэтому я издалека начну. Говорим о численности татар, 2 слова буквально. Татар у нас, не считая крымских, около 7 миллионов. Причем в Татарстане это 2 миллиона. Значит, представлены они в Татарстане такими субэтносами, как казанские татары, татары-мещеряки, тептери и кряшины. Около 1 миллиона татар проживают в Башкортостане, представлены такими же субэтносами казанские татары, татары-мещеряки, тептери и тоже кряшины. По неофициальным данным, около 1 миллиона татар проживают в Москве. При этом в основном это татары-мещеряки и касимовские татары, нижегородские, рязанско-касимовские, пензенские, темниковские, симбирские и другие, которые в подавляющем большинстве в Москве и Московской области исповедуют православное христианство. И это признают татарские общественные деятели, ну, в том числе вот, в личном общении Фарисов, Фарид Фарисович, Ямалиев, штаб татар Москвы. Об этом мы часто говорим с ними, но пока, к сожалению, сегодня они не готовы об этом сказать на какой-то такой широкой аудитории. Хотя надеюсь, что все это наконец-то как-то правится. Они сегодня были приглашены, не смогли прийти. Остальные татары проживают во всех регионах России, как в деревнях, так и в городах. При этом следует подчеркнуть, что они не являются какими-то переселенцами из Татарстана, а являются представителями татарских субэтносов, сформировавшихся за пределами территории Казанского ханства и других так называемых осколков Золотой Орды. Это прежде всего татары-мещеряки, включая касимовских и рязанских татар, а также бардымских. Это астраханские татары, литовские татары, сибирские татары, добруджинские татары и другие, которые проживают на огромной территории от Дуная до Тихого океана на своей исконной территории. Это как часто, когда вот я говорю, что я татарка, мне говорят, как ваша Казань? Вот, и я долго объясняю, что на самом деле татары, они делятся на многие общности, и многие татары даже не знают, что такое Татарстан, просто там не были. И, конечно же, крымские татары, их около 5 миллионов всего, но крымских татар, проживающих в Крыму, около 300 тысяч. Казахов, представителей других этнических общностей, учитывающихся сегодня как отдельные народы, нагайцев, нагайбаков, башкир, карачаевцев, балкарцев, кумыков, алтайцев, тувинцев, хакасов, которые также исторически являются наследниками средневековых татар, в совокупности более 17 миллионов. А теперь о наболевшем.
Глядя на эти цифры, разве не очевидно, что Республика Татарстан, где титульным является субэтнос казанских татар, не может претендовать на то, чтобы выступать от лица всех татарских субэтносов и диктовать волю, культуру, политику казанских татар другим татарским этническим общностям через такие структуры, как Всемирный конгресс татар и Милишура. Вот сейчас готовится стратегия развития татарского народа. А кто из авторов стратегии хотя бы проконсультировался с православными татарами относительно этого документа, это ключевой концепции развития. При этом я имею в виду не только субэтнос Кряшин, представители которого на третьей отчетно-выборной конференции в 2014 году приняли резолюцию о том, что они субэтнос внутри двухнационального татарского народа с отдельным названием Кряшины. Двухнациональность татарского народа достигается не только благодаря их существованию, но и благодаря тому, что многие представители других татарских субэтносов исповедуют православное христианство. Особенно этот процент высок в больших городах, где их численность часто превышает численность татар-мусульман. Но на общетатарских площадках интересы православных татар никак или почти никак не учитываются. Происходит дискриминация по религиозному признаку не только в Республике Татарстан, но и, как это ни странно, в Москве. Мы обращаемся ко всем российским, международным, республиканским и татарским национальным структурам с требованием прекратить дискриминацию православной части татарского народа. И, конечно же, нам надо всем понимать, что татары – это двухнациональный народ, и как-то вот развивать наши традиции. Если кто-то, вот у нас за несколько лет уже образовалось несколько общин, таких вот точек сбора православных татар. Если кого-то это интересует, организация где-то в регионах, вот мы сейчас за чашечкой чая можем обсудить, поделимся опытом. Считаю, что это просто необходимо в нашем общем деле. Это собираться, объявлять точку сбора и, в первую очередь, конечно же, молиться на родном языке. Спасибо большое. Благодарим вас, Динар Абдулгаровна. И, наверное, от священнослужителей с заключительным словом, имеется в виду именно от священнослужителей, я попросил бы выйти со словом протоиерея Иоанна Давлеканова. Поприветствуем, братья. Дорогие братья и сестры, я сам из татарской семьи, вот, и как отец мой фронтовик, он до войны еще был в армии, потом война началась, вот, и он до армии жил в Самарской губернии, в селе, и вот, и, так сказать, учился в мусульманской, ходил в мечеть, вот, и знал арабский язык, вот, и потом, когда я я в 30 лет крестился, где-то, уже за 20 лет уже мне было, отцу было больше 60, братья жили в других городах, он с ними переписывался на арабском языке. Вот действительно, здесь такой момент, что эта тюркская группа, она действительно, так сказать, язык пыталась свой сохранить. Вот. И, в то время было, так сказать, время безбожия, так сказать, да, и мои родители искали, может, лучшей доли. И они переехали в то место, где были русские. Жили в основном фронтовики, даже много фронтовиков. Вот. И как там был разговор с отцом моим, хотя он учился в этой школе, при мечети. Вот. И как-то раз состоялся разговор, что если Бог, он говорит, вот Бог есть или нет, но видел ли его кто-либо. Вот. И затем было так, что и я сам, так сказать, закончил вуз, так сказать, работал на такой ответственной работе. Вот. И когда совершилось крушение СССР, я стал искать такие моменты, вот, да, и обращаться к своим корням, что я все-таки мусульманин, по традиции. Прочитал Коран, Бхагавад-гиту, но мне так ничто не дало, не оживило меня. Вот. Но когда мне попался Новый Завет, я сразу, так сказать, не понял, что Христос вот истинный Бог, я уверовал сразу. Вот. И потом, когда начался диалог, думал, я должен сказать, что своим родственникам об этом, о том, что о своем выборе. Вот. И когда я стал говорить о Боге, они как-то с уважением стали относиться ко мне, что я как-то обратился к Богу. Вот. А потом, когда узнали, что я действительно в православие обратился, они поняли, что они удивились, говорят, как ты мог так вообще поступить, ты же все-таки вера отцов. Вот. И у меня жена украинка, и отец говорит, надо было жену, слышу разговор с матерью, надо было жену ему найти татарку, действительно, что мы это упустили. Вот. И, дело уже пошло, и я уже уверовал, действительно,
Вот, и да, я почувствовал этот, ну, вот, крах, может быть, ну, это был как империй такой большой, вот. Это какое-то внутреннее, может быть, чувство опустошенности было. И я вот действительно уверовал во Христа, и действительно Господь призвал меня, вот, я ощутил его, он открылся мне, вот. Как, ну, другому человеку, который ищет, очевидно, вот, волей-неволей. И вот, да, и потом действительно получилось так, что моя семья, она, так сказать, да, и мне, сестра, там, сестра старшая, авторитет, она педагог такой там, вот, опытный. Говорит, как ты мог? Ты вот тебя в море сначала потянуло, потом в одну стихию, потом ты совершенно в другую подался в религию, и ты пошел в это, в христианство. Вот. И действительно, и вот сейчас потом после, там случилось так, что дети заболели, сестра говорит, что хочешь, что и делал. Я покрестил их, вот. Вот, но, может быть, такого движения нет. И вот даже некоторые говорят мне, я говорю, давайте я вас покрещу. Одна мне родственница говорит, вы знаете, там в Евангелии, в Священном Писании написано, что так вот надо жить, а я как бы, ну, не готов, вот, не хочу так жить, хочу жить, как я живу. Вот я говорю, я тебя благодарю за искренность. Я первый раз такой слышу ответ, обычно говорят, потом, попозже, не готов, что-то, вот, лукавит. Вот. И тут вот как бы действительно мне, вот, да, я жил как ну, среди русских, хотя мы разговаривали на татарском языке дома. И в 17 лет я уехал из дома, и потом я разговаривал так, ну, мне пришлось много работать там за границей бывать в СССР, и потом я был у татар в Самарской губернии, мне было тяжело говорить, ну, хотя я татарин вроде бы понимал что-то, мне тяжело было воспринимать, потому что действительно я жил не среди татар, а среди вот русских. Но и вот я жил как бы ну, в России, даже больше по-русски как-то знаю язык, чем татарский. Вот. И сейчас, когда я пришел к вере, мне все равно какую-то осеняет мысль, что я же все-таки татарин, да, вот. И Господь пришел, свет к языков, и слава людей твоих Израиля, к языкам пришел, он ко всем язычникам, к народам. Вот. Действительно, татарский народ, он тоже, так сказать, у него язык есть, да. И вот действительно мне, вот, здесь вот говорилось уже, что была бы, так сказать, литургия на татарском языке, но, к сожалению, я даже среди татар встречаю, что языка, не знают языка. Вот. И я вот живу в Александрове, вот под Москвой, там есть одна татарка, она даже, несколько татарок, если вот, знакомые, но языка не знают, и, конечно, вот читать молитву, да, или какие, в смысле, инжил, это, конечно, сложно даже воспринимать его, вот это вот. То есть это нужна какая-то специальная подготовка. Вот, но дело как бы, может быть, действительно желает это, оно, если есть благословение, да, оно, конечно, есть Божье благословение, что Господь во всех языках, вот, и каждый народ на своем языке говорит, это, конечно, было бы утешительно и отрадно, вот. И как-то можно действительно поставить вопрос, а что действительно об образовании языка, об образовании, вот, о знании языка, вот. Вот. Ну и, конечно, язык и язык, но, конечно, нужно вот, нам молиться Богу, чтобы Господь просвещил нам, дал вот, так сказать, вразумение этого языка, чтобы действительно мы были, так сказать, ну, так сказать, носители вот этой культуры, да, языка, знали язык свой, и на этом языке, так сказать, могли говорить с людьми. Вот. И поэтому, вот я бывает, что у родственников бывает, меня там называют, а это ты неверный приехал, вот, но один меня брат там называет неверный. Но я думаю, что как-то подготовиться, вот, действительно, бывает здесь, вот, да, как-то опыт, вот, исторический вот материал, да, что его применить, чтобы действительно как вот реализовать его как бы на месте. Потому что татар много действительно в Волжске, в Самаре живет где-то 40% татар почти там. Но вообще в области много. Они знают язык, вот, и, конечно, туда прийти со знанием языка, вот, я, честно говоря, тоже, вот, пытаюсь, вот, уже намереваюсь как тоже поехать как-то, да, и вот, поговорить с своими братьями и многочисленными родственниками, татарами, которые знают язык, вот, и поговорить, вот, исходя, и, конечно, благодарен тем, кто, вот, организовывает эти встречи, вот, и докладом, вот, кто трудится, вот, доклады, интересно, что действительно татары это не белые вороны, которые вот, действительно традиционно в исламе существуют, а они это самое, вот, и интересные научные доклады, вот, отец вот говорил, вот, батюшка в прошлый раз говорил, что о языке, что о древности этого языка, что он и библейский язык. Вот. И, конечно, всем хотелось бы пожелать, да, что помощи Божией, благодати, вот, которая действительно вот, борьбы это со страстями, чем больше будет эта борьба с страстями у нас, да, вот, тем действительно больше будет благодати в нас. Вот, и как Тертуллиан сказал, что каждая душа христианка, вот, и она действительно способна воспринимать Христа, она действительно, потому что Христос истинный Бог, Он истина, вот, и душа способна понять эту истину, вот, отозваться на истину, идти за истиной, вот, и чтобы она действительно через нас как бы переливалась туда, вот.
И, конечно, это дело, кажется, непростое, это путь к святости. Вот. Но у нас есть покровители, такие великие примеры, как Авраам Болгарский и другие святые. И, конечно, представители, которые болели за Россию, это в этом среди московские. Вот. Поэтому мы как бы не одни, и небо как бы нам помогает, оно поможет нам. Вот. И помоги, Господи. Вот рад всех был видеть. Вот. И когда мы где-то давно встретились вот с татарами, ощущение, чувство есть родства такого. Вот. Но, конечно, это требует, конечно, христианская жизнь, она требует самоотвержения. Вот, и свои, вот, и помоги, Господи, всем нам. Спасибо, Господи, за внимание. Спаси Христос, отец Иоанн. Наверное, я все-таки погорячился с последним словом от священнослужителей, потому что с нами сегодня также присутствует и... Отец Иоанн, присаживайтесь, спаси Господь. С нами сегодня присутствуют и гости тоже с Республики Татарстан, приехавшие специально к нам, чтобы поделиться своим опытом, радостью, переживаниями. И я хочу попросить выйти к нам протоиерея Романа Галиуллина из поселка Урусу, Республика Татарстан. Отец Роман, приходите к нам. Дорогой брат Владыка, дорогие отцы, братья, сестры, я, конечно, не готовился, мы приехали неофициально, просто как бы интересуемся движением татар. Вот, 3 священника приехали из мусульманской среды, где мы выросли сами. Ну, опыт есть, конечно, здесь кратко не расскажешь про священие. И молимся тоже, вот как батюшка один говорил, и мы не помню уже. У нас, допустим, по всей Татарии храмах татарские имена не принимаются, у нас принимается. Во время Ектинева не поминаем, я даже 40 усты пишу у себя. Ну, это отдельно расскажу, как молимся мы там. Ну, переводами решил заняться, но Владыка мне как будто по команде резко назначил благочинным. У меня 4 района, 150 на 150 километров. Времени катастрофически не хватает, священников не хватает. Ну, естественно, пока забросил это дело, хотя мне было это, конечно, очень интересно. Ну, на уровне патриархии, если этот вопрос еще решили бы, конечно, хорошо было бы. Ну, татар у нас тоже много ходит в церковь. Татар из мусульман, будем говорить. У меня крашенское прихода есть тоже. Есть, которые крестили, которые в мечеть ходили. Здесь брат Давид, который рассказывал нам про научное у него как изучение Корана и Библии. Те основные, которые к нам приходят, которые приходят общаться, и по-татарски общаемся, и по-русски общаемся, те основы не знают, потому что те, которые вот такой багаж имеют знания, они уже мечеты не оторвать их уже, я на своем опыте скажу. Много обращается за помощью, помогаем, общаемся, потом, само собой, опять же возвращается к нам, крестится, если такой опыт есть, конечно, у нас. Ну, вкратце все не расскажешь. Но здесь, естественно, крестить только мало. Что русскоязычных, что татар упор делал на то, чтобы воцерковить. Если человек не воцерковишь, поститься, молиться не научишь, то человек все равно крещенный уходит, или там время от времени только приходит, толком мало бывает. Здесь, конечно, естественно, душу вкладывать надо, что когда с татаром работаешь, что русскоязычным работаешь, душу вкладывать надо. Только тогда получается результат. Ну, я в шутку говорю, с нашего храма 3,5 священника вышли татары. Ну, почему 3,5? Один смешанной семьи, 3 татары. Вот со мной приехали тоже, которые с нашего храма вышли. И мечетские у нас тоже на клиросе поэт тоже, которые когда-то в мечеть ходили. Ну, нам очень интересно, мы первый раз приехали, хотели бы, конечно, связь поддерживать с вами, все вместе как бы, молиться вместе, держаться вместе, ну, миссионерскую работу продолжать. Помоги Бог всем нам. Дорогой отец Роман, благодарим, что приехали к нам, что были с нами сегодня. Так как у нас сегодня затрагивалась и международные темы, в том числе, подвести какую-то вот общую черту по международной тематике православных взаимодействий и проблем, я хочу попросить главу отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института стран СНГ Фролова Кирилла Александровича. Кирилл Александрович, просим вас. Дорогие братья и сестры, собрались в то особенное время, когда тюркская миссия среди тюркских народов России и не только России особенно важна, потому что сегодня в семье поместных православных церквей происходит
момент истины. Я бы воздержался от наименования его расколом. Это откол от православия негодных членов, впадающих в ересь. Я имею в виду Константинопольский патриархат. И помимо ересей, как известно, митрополит Константинопольского патриархата Елпидифор уже заявил о том, что образ константинопольского архиепископа является чуть ли не божественным, и Константинопольский патриарх является чуть ли не проявлением первого лица Святой Троицы, то есть уже доходит до тринитарных ересей, самая настоящая лжедогма об обожествлении Константинопольского патриарха. На самом деле Константинопольский патриархат в 20 веке отрекся от великой миссии среди тюркских народов. Как вы помните, светский правитель Турции Кемаль Ататюрк предлагал турецкому народу принять православие, но тогдашний Константинопольский патриарх Мелетий Медоксакис, тот самый, который собирался признать апологетический раскол и судить святого патриарха Тихона, отказался во имя ложно понятого греческого патриотизма. И в этой ситуации русская поместная церковь является маяком неповрежденного православия для всего православного мира. И то, что Константинопольский патриархат не сделал, отказавшись от миссии среди турков, обязана сделать она. И поэтому убежден, что то, что сейчас там правильно священник отец Георгий Сергеев открыл храм в нашем посольстве, это лишь только первый шаг. Тем более, что сейчас реализуются слова тех прошлых, настоящих константинопольских православных патриархов, которые говорили, что лучше султан, чем Запад. Потому что Запад и католицизм, который Константинопольский патриарх Григорий Мамма, является собой духовную угрозу нашим народам. И поэтому сейчас, так сказать, с неосултаном Реджепом Тайипом Эрдоганом у нашей страны складываются очень интересные взаимоотношения. Имеется в виду и проект «Турецкий поток», который поможет укрепить православные страны, например, Сербию, как это не парадоксально звучит. И Эрдоган заявил, что в этом году количество российских туристов в Турции достигнет 6 миллионов человек. Этим людям, большинство из них православные, нужно исповедоваться, причащаться. Поэтому в вопросах духовного окормления, безусловно, будет положительно решен Русской Православной Церковью. И в этом контексте, мне кажется, нужно не только делать переходы для русских, но и расширять тюркоязычную тюркскую миссию. Как известно, Кемаль Ататюрк, при нем была создана Турецкая Православная Церковь. У них нет сейчас законной иерархии с апостольским преемством. Но, как говорится, наша церковь карта в руке. Если Фанар отказался от этой миссии, а теперь вводит чудовищные новшества православного вероучения, то почему бы не те приходы русской церкви в Турции сначала не преобразовать в экзархат, как Константинопольский патриархат совершенно беззаконно прислал 2 экзархов на конечную территорию русской церкви в Малороссию. И в этой ситуации роль татарской православной общины в России огромна. Я, касаясь всех тем, которые сегодня звучали, хотел бы обратить, что татарская православная община несет колоссальную роль в укреплении российской государственности, преодолении сепаратизма, и силы сепаратистов, антироссийских, к сожалению, еще велики. Я только что видел рекламу нового сериала на РТР на деньги федерального бюджета, где показывают татар как жертву русских, которые проводили коллективизацию. То есть то же самое, что в Малороссии, где придумали голодомор, как уничтожение малороссов и великороссов, по той же схеме. И схеме закона о порабощенных нациях.
согласно которому Идель-Урал должны быть освобождены от России. И поэтому татарская православная община – это еще цемент российского государства. И всем этим темам я посвятил свою книгу «Братство и союз народов, реальная историческая реальность России», где я прохожусь по истории Болгара, Авраама Болгарского, по истории крещения Орды, великим сторонником, который был святой благоверный князь Александр Невский, его духовник, коренной галичанин Западной России, митрополит Кирилл III, и его продолжатель, тоже малорос Северской Руси, святитель Алексий, митрополит Московский, который не вылезал из Орды ради ее крещения. И провожу, каким должен быть православный Болгар. Я специально говорил в этой книге, что являюсь принципиальным сторонником святейшего патриарха Кирилла и церковной иерархии Русской Православной Церкви. И где епископ, там и церковь. Так говорил святый Иероним Леонский, иного быть не может. И поскольку сейчас, без всяких искажений и отклонений, в той ситуации, которая есть, обеспечить настоящее православное развитие Булгара по благословению местного архиерея, владыки Пармена, в первую очередь благословению святейшего патриарха Кирилла. И действительно наследие Авраама Болгарского настолько огромно, наследие крещения Орды велико, что в Болгарии должен быть владыка Пармен, в Болгарии должен быть настоящий православный миссионерский богословский институт имени святого Авраама Болгарского, который должен готовить не только священнослужителей. Для этого, я надеюсь, я верю, будет возрождена Казанская духовная академия. Это великий миссионерский оплот. Лично мне митрополит Феофан это обещал. А богословский институт Авраама Болгарского, потому что Авраамий был из купцов, должен готовить кадры православных мирян, политической, экономической элиты. И если уж там построили шикарную исламскую академию Розового Туфа, то и огромный собор и богословский институт уже не менее великолепен. Я хотел бы закончить... В мусульманскую Болгарскую академию никто не ездит, и очень неудачно расположили. Студентов, не преподавателей до сих пор туда не забрали. Идея там построить православный институт идиотская. Пожалуйста, не надо этих идиотских идей. У нас Казанская академия не до конца. Она будет Казанская духовная академия, безусловно, будет. Наследие православных лет. И хотел бы закончить словами своего учителя Владимира Леонидовича Махнача о том, что как бы не была Куликовская победа, но если бы крещение Руси Орды состоялось, то оно было бы, несомненно, величайшим событием в нашей истории, и, может быть, оно состоится в 21 веке, только Ордой сейчас является Китай, крещение которого является передающей миссией Русской Церкви, а свою книгу передаю владыке. Благодарим, Кирилл Александрович, за подробности. И постепенно уже подходя к концу, я думаю, одним из последних мы бы хотели услышать историка, публициста, общественного и военного деятеля Иванова Игоря Борисовича со словом о великой, единой роли России и роли татарского народа в ней. Святые отцы, братья и сестры, тема моего слова сегодня – это татары православные и татары-мусульмане в борьбе за единую, великую, неделимую Россию. Я на эту тему могу рассказывать очень много о том, как татары сражались за единую Русь. Но учитывая, что время у нас мало, я ограничусь только несколькими моментами. Говорить я буду о гражданской войне. Во-первых, о той гражданской войне, которая 100 лет назад была у нас в нашей стране, и где принимали все народы, и татары, конечно, принимали участие в ней, и о той войне, которая идет сейчас. Это очень близкая для меня тема, потому что сам я участвовал в боях в Донбассе, и могу вам свидетельствовать, как непосредственный участник и как один из командиров, на глазах которого все происходило, что то событие, которое мы называем «Русская весна», конечно, все мы, добровольцы, которые там сражались, все мы понимали,
что мы деремся за единую, великую, неделимую Россию. И все мы понимали, что мы сражаемся за веру. Вот. И могу вам свидетельствовать, что на наших знаменах, на которых было написано «За веру царя и святую триединую Русь», конечно, основная масса добровольцев это были русские, малороссы, великороссы, но по моему опыту общения я могу сказать, что не было, наверное, ни одного народа бывшей Российской империи, который бы не прислал своих представителей в ряды нашего ополчения. Все прекрасно понимали, что если удастся обрушить веру, что если удастся обрушить единое государство, то плохо будет не только русским, будет плохо всем народам нашей страны. Вот. И поэтому вместе с нами сражались и православные люди, вместе с нами сражались и мусульмане, их было не так много, но они принимали то, за что мы сражаемся, и бок о бок с нами тоже были всегда едины. То же самое происходило, несомненно, и 100 лет назад, во время гражданской войны, когда большевики, власть безбожная, сражались против единой России, против великой России и против Господа Бога. Так вот, я вместо того, чтобы рассказывать долго, прочитаю вам очень малоизвестное обращение верховного правителя России, адмирала Колчака, к добровольцам в Сибири. Тогда движение добровольческое в Сибири, оно объединяло разных людей, разные народы и людей разных вероисповеданий, и мусульман, и христиан. И вот Колчак, Александр Васильевич, обращаясь к ним 26 октября 1919 года, сказал следующие слова. «Ныне добровольчество возникает уже в среди сибирского населения и на новой основе, под лозунгом Святого Креста и Зеленого Знамени. Мы переживаем небывалое, поистине историческое событие. Враждовавшие прежде крест Христов и полумесяц теперь соединились, чтобы вместе ринуться в борьбу с атеизмом большевизма. И крест, и полумесяц победят. Я приветствую добровольцев, которые идут восстанавливать нашу Родину». Вот в 19 году именно так и оно и было. И я могу привести пример, когда были в составе Белой армии добровольческие формирования мусульманские, добровольческие формирования именно татарские, чисто татарские. Там были полки просто из татар состояли. Первый Казанский полк армии Колчака, там практически все татары были. Вот. И должен сказать, что я могу много имен назвать славных татар, участников этой войны за веру и за единую Русь. Да, но поскольку времени у меня очень мало, наверное, упомяну самого известного из белых генералов, который широко известен, который действительно сыграл большую роль. Это татарин. Вот я сейчас процитировал Колчака процитировал. Официальные биографии все говорят, что это потомок турецкого рода. А вот лет 10 назад появились публикации о том, что адмирал Колчак – это все-таки татарин, что он происходит от крымско-татарского рода. Да? Значит, есть такая теория, я не буду ни за выступать, ни против, это предмет особого исследования, но вот во всяком случае и фамилия, и внешность, и, так сказать, вот корни, многие доказывают, что и Колчак все-таки из татар происходил. Но насчет Колчака не знаю, а вот из белых генералов Яков Давидович Юзефович, это была правая рука генерала Врангеля. Значит, это из литовских татар, очень древний род, который известен из 16 века еще. Вот из белых генералов, пожалуй, самый известный генерал – это Юзефович. Очень интересная его биография, нет времени на ней останавливаться. Очень кратко, это участник русско-японской войны, это участник Первой мировой войны, Георгиевский кавалер, это участник Белого движения, где он играл выдающуюся роль, как я уже сказал. И что интересно, генерал Юзефович был мусульманином, то есть если посмотреть все его послужные списки, он мусульманин. Но в конце жизни он, видимо, все-таки тоже пришел к христианству, потому что он участник собора Карловацкого, известного в 1921 году.
куда по выборам из Чехословакии он представлял православную общественность. И его могила находится значит, в Белоруссии. Она сохранилась, это очень редко. Из белых генералов на территории исторической России практически ни одной могилы нет из исторических. Так вот, генерал Юзефович похоронен на территории Белоруссии, похоронен на православном кладбище. Я внимательно смотрел его могилу и видел, что там у него вкопан рядом с его памятником крест. Видимо, он отвалился, чугунный. И, в общем, по всем признакам, конечно, в конце жизни Юзефович принял православие. В этом году исполняется 5 июля 90 лет со дня смерти вот этого знаменитого полководца. Здесь сидят члены Русского общевоинского союза, здесь татарская общественность. Я предлагаю летом 5 июля вот в память этого русского генерала татарского происхождения, может быть, провести какие-то чтения, может быть, отметить его кончину панихидой. Но я предлагаю нам обязательно, так сказать, не пропустить это событие и всем вместе к нему вернуться. Спасибо за и очень интересные доклады. Мне было очень интересно сегодня слушать всех. Благодарю за внимание. Всего доброго. Спасибо. Благодарим уважаемого Игоря Борисовича. И с нами сегодня еще один из представителей международного уровня. Это исполнительный директор молдавского филиала Изборского клуба, представитель экспертного центра Всемирного Русского Народного Собора в Республике Молдова Бухарский Владимир Валерьевич. Благодарю за представленное мне слово. Вот. И в первую очередь хотел бы вас проинформировать, что 24 февраля в нашей стране пройдут парламентские выборы. Эти выборы будут иметь судьбоносный характер. От них будет зависеть геополитическая ориентация. Не только геополитическая, но и цивилизационная, нравственная ориентация нашей страны на целые годы, а может быть даже и на десятилетия. Вот, я бы хотел сообщить вам, что православная общественность Молдовы серьезно готовится к этим выборам. Есть единственная сила, которая защищает православие, которая защищает единство с Россией. Это партия социалистов Республики Молдова. Чтобы не быть голословным, я просто покажу маленький пример. Значит, во всей нашей агитационной продукции идет православный календарь. Это наша общая принципиальная позиция. Вот. И мы бы хотели быть уверенными, что православный мир сохранит свое единство, а молдавский народ навсегда сохранит свою живую связь, свое членство в Русской Православной Церкви. Благодарю вас за внимание. Благодарим вас, Владимир Валерьевич, за ваше слово. И в завершении нашей секции сегодняшней я бы попросил, как в целом подвести итоги, в целом подвести черту и, наверное, переходя от многих обсуждений проблематик, инцидентов, других трудностей, и перейти к непосредственным каким-то практическим действиям и предложений, я бы хотел попросить выйти с докладом председателя Совета Татарстанского регионального отделения партии «Родина»
руководителя Казанского института региональной политики Бородина Евгения Анатольевича. Евгений Анатольевич, просим вас. Добрый вечер еще раз, братья и сестры. Ну, в первую очередь, конечно, хотелось бы поблагодарить настоятеля храма тружеников, прихожан данного прихода, что приняли столь уважаемую сессию, конференцию. В отличие от тех, кто бы должен был ее принять, Татарский культурный центр, ну, по факту мы оказались с вами здесь. Во-вторых, конечно, хотелось поблагодарить владыку, хотелось бы поблагодарить священнослужителей, которые присоединились, всех тех уважаемых гостей. Когда приходится принимать участие в подобных мероприятиях, а все, что касается религии, культуры, это вдвойне сложнее, поверьте мне. Вот я как профессиональный политолог, мне проще с экономистами, политологами общаться, наверное, где-то, так как сколько людей, столько мнений, а здесь они более обостряются, более выражены, поэтому в данной ситуации, конечно, всем огромное спасибо. Ну и вот я второй год принимаю участие в подобном мероприятии именно в этом храме. Я уже свое мнение высказал. Я реально себя здесь чувствую очень уютно. Мне нравится и атмосфера. При всем этом хотелось бы всем вам сказать спасибо, что проявляете взаимное уважение, прислушиваетесь друг к другу. Ну и как бы со своей профессиональной точки зрения, конечно, хотелось сделать небольшие акценты. Я понимаю, все устали. Я постараюсь кратко это сделать. Ну и как бы высказать свое профессиональное видение, на что же нужно татарской православной общине все-таки сделать акцент в долгосрочной, краткосрочной, среднесрочной перспективе. Так как мы здесь выслушали много мнений, много стратегических взглядов, исторических, теологических, языковых, но все-таки любой формат общения, он должен, конечно, как-то принимать некую форму. Так что первое, на что, я думаю, конечно, нужно обратить внимание, так как Татарстан, а я выходец из Татарстана, я родился в Казани, 35 лет прожил в Татарстане. Так как Татарстан на себя берет, я считаю, все-таки довольно-таки завышенную миссию говорить за всех татар в России, но он всячески пытается вот эту главенствующую роль взять на себя, то, конечно, я думаю, все-таки стоит обращать внимание на те инициативы, которые от республики исходят. Первая инициатива, на которую особо, я думаю, должны обратить православные татары, это та стратегия, которая сейчас активно продвигается в Татарстане. Стратегия развития татарского народа, вот она. Она, в принципе, размещена на официальных сайтах инициаторов данной стратегии, организаторов и руководителей проектов развития данной стратегии, которые, поверьте мне, я сам бывший чиновник Татарстана, знаю, как Татарстан умело продвигает документы, как умеет хорошо оборачивать документы, пускать их в оборот. Я думаю, что, конечно, православным татарам нужно очень серьезно обратить внимание на этот документ. Так как, первое, здесь ни слова не сказано о том, что есть такие православные татары. Во-вторых, здесь, в принципе, если внимательно вчитаться между строк, то, в принципе, здесь четко прослеживается линия именно мусульманского вектора развития татарского народа. И мы прекрасно с вами понимаем, что если документ, который сейчас руководство республики всячески продвигает, а поймите правильно, ресурс, который задействован,
слушания публичные, как они называют, но мы прекрасно с вами понимаем, что это делается в добровольно-принудительном порядке. Публичные слушания проводятся в лицеях, в школах, там собирают полные актовые залы по 200, 300, 400 человек, где, естественно, в добровольно-принудительном порядке поднимается рука, что нужно поддержать данную стратегию. Мы с вами прекрасно понимаем, к чему это ведет. Что это просто-напросто все протоколы вот этих вот неких обсуждений будут собраны, оформлены необходимым образом. И вот вам, пожалуйста, мы с вами помним историю, как в 2014 году, первоначально в 2009, потом в 2013-2014 году попытки Всемирного конгресса татар зарегистрироваться при Организации Объединенных Наций были очень активны, но благо дело здесь все-таки наши власти отреагировали. Но не нужно забывать, что все те формы документальные, которые обретаются именно посредством вот таких вот мероприятий, они в конечном счете поздно или рано доходят до конечного варианта. Как мы уже говорили, документ называется «Стратегия развития татарского народа». Поэтому мое видение, что татарские общины православные должны обратить внимание, изучить внимательно этот документ, внести свои корректировки и обязательно отправить по всем адресатам, которые имеют отношение к разработке данных документов. Заканчивая по поводу вот этой стратегии, естественно, настораживает. Но я вам скажу свое видение, это реально довольно-таки такой радикальный документ, где просматривается национальная сепаратистская идеология. Она, естественно, завуалирована, но мы прекрасно с вами понимаем, к чему это может привести. Второе. То, что поднималась тема болгар. Я считаю, что эта тема, она тоже актуальна, связана с тем, что мы прекрасно с вами видим, что идея Татарстана создать некую северную Мекку в Булгарах, ну, мягко скажем, частично провалилась. Когда в мае 2017 года открывали академию, мы с вами видели представителей мусульманского духовенства, серьезных богословов, либо руководителей стран арабского и мусульманского мира не было на этих мероприятиях. А это говорит о том, что, ну, мы с вами все прекрасно понимаем, о том, что никто никогда не позволит создавать какие-то иные духовные центры, так как они сложились исторически. И мы прекрасно понимаем, что да, в 922 году волжские булгары приняли ислам на этих землях. Ну, как памятное событие принятия ислама, конечно, это вполне имеет место быть и может праздноваться. Но при этом не нужно забывать, как здесь уже я не буду уподобляться, эти земли связаны со многими святыми, и в первую очередь это, конечно, яркий пример мученического подвижничества и смерти Авраамия Булгарского. Конечно, я считаю, что православные общины татарские должны активно продвигать идею создания в Булгарах некого духовного евразийского центра. Поясню. Вот у нас, вы знаете, Россия очень активно продвигает тему ЕАЭС, но это детище нашего президента, инициатива нашего президента, которая была поддержана в данный момент 5 стран-участниц. Это Кыргызстан, Казахстан, Беларусь, Россия и Армения. Так вот, сам Бог велел, в принципе, в Булгарах создать этот духовный центр евразийской интеграции, так как мы имеем в ЕАЭС 2 мусульманских страны, Кыргызстан, Казахстан,
две православных страны, это Беларусь и Россия, и Армения. Здесь было сказано, что армяне тоже имеют непосредственно отношение. Когда был четвертован Авраам Булгарский, они забрали его тело, они похоронили на своем кладбище, и при этом, общаясь с армянской общиной, я понял о том, насколько почитаем и уважаем Авраам Булгарский у армян. И вот именно для того, чтобы в Булгарах сделать такую сбалансированную систему, понимаете, там очень много само по себе противоречий. В Болгарии 83% это русские проживают. Город сам по себе маленький, 6 там, с небольшим тысяч человек. Но при всем этом на сегодняшний момент мы с вами знаем, и как вот господин Силантьев сказал, провалилась и академия, не знает, что там делать с преподавателями, а уже не говоря про слушателей, так как это все-таки молодежь, которая больше стремится к цивилизации. Так вот, все-таки для того, чтобы вот эта вот сбалансированность была выдержана, вот как вариант создания в Булгарах некого духовного просветительского центра евразийской интеграции, считаю довольно-таки интересной идеей, которую татарские общины православные должны рассмотреть и всячески оказывать содействие в продвижении данной идеи. Третий тоже вопрос здесь поднимался, и свою версию озвучивали святые отцы, но считаю она довольно-таки актуальной и совершенно правильно. Этот вопрос очень тонкий, требующий серьезной проработки, но он назревающий. Это вопрос создания епископальной кафедры, которая будет окормлять, так скажем, и которая будет оказывать максимальное содействие воцерквлению татар, которые, мы видим, прекрасно идут в нашу церковь, мы видим, как они действительно пытаются объединяться. Естественно, мы должны всячески противостоять тем событиям, которые случились сегодня. Это недопустимые вещи. Это вот благо дело, но как вот опять-таки спасибо огромное организаторам этого мероприятия, что все-таки они понимали, что может быть осуществлен вот такой провокационный шаг, который был осуществлен. Вы задайтесь вопросом. В принципе, сегодня наше мероприятие изгнали из татарского культурного центра. Вот мне просто стало интересно, я сегодня посвятил 1,5 часа, из открытых источников я посмотрел, что собой представляет татарский культурный центр. Вот автономия, которая там находится, автономия города Москвы, она, оказывается, практически наполовину состоит из представителей Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман. Но представителя непосредственно православного там нет. Но мы с вами прекрасно понимаем, что культурная автономия – это не религиозная организация. То есть, провести мероприятие в рамках рождественских чтений Русской Православной Церкви оказалось невозможным. И я считаю, что это сигнал очень серьезный. И я считаю, вот когда я сегодня узнал, что было подано заявление и в отдел полиции, и планируется подать заявление в прокуратуру Замоскворецкого района, это очень правильно, потому что правоохранительные органы и структуры, которые у нас следят за деятельностью подобных организаций, должны дать оценку и руководителю данной организации. Как так? Это недопустимо, извините. Как аргумент звучит, у нас здесь не могут проводиться религиозные мероприятия. Захожу на сайт, смотрю, батюшки, там что только не бывает, ифтары, там какие-то лекции, намаз для женщин, там еще что-то, а это что, не религиозные? То есть мы с вами прекрасно понимаем, что так как покровительствует культурному центру, понятно, Республика Татарстан, и мы это прекрасно понимаем,
Но только у них покровительство интересное. Как правило, они им деньги только на Сабантуй выделяют. Это для того, чтобы, наверное, делегация Татарстана приехала, ну, так скажем, в Коломенском показала все величие татарской элиты. Потому что сам по себе центр довольно-таки, ну, в таком, скажу честно, не больно-таки хорошем состоянии. Но при всем этом, уважаемые татары, православные татары Москвы, на это тоже нужно обращать внимание. Тоже нужно реагировать, нужно действовать сообща. Ну а так хотелось бы еще раз всех поблагодарить, пожелать вам мира, ну и чтобы на следующий год, дай Бог, мы с вами все встретились. Спасибо. Благодарим, Евгений Анатольевич. Братья и сестры, к нам все-таки сумел сегодня добраться уже, наверное, последний человек с коротким словом. Это лидер независимого крещенского движения из Татарстана, из города Елабуга, Игорь Уткин. Буквально несколько слов он нам в завершении тоже скажет. Послушаем его также внимательно, как и всех других докладчиков. Добрый вечер, братья и сестры. Я, конечно, очень коротенько скажу, потому что я вижу, что все торопятся, все устали. Ну, во-первых, я хочу просто представить книгу. Мой отец был кряшенским татарским писателем. И он при жизни выпустил 6 книг, 7-ю, 8-ю я выпустил уже после его смерти. И вот сегодня я привез сюда книгу, это перевод стихов его с татарского на русский язык. Здесь, значит, мы все собрали, все, что можно было собрать про него. И такое издание вот издали. Теперь несколько слов про Кряшен. Наше движение возникло в 1992 году. Я тогда тоже подключился к этому, но я подключился на фоне деятельности. Мы организовывали юбилей, мероприятия, связанные с днем рождения моего отца. И вот мы начали эти мероприятия проводить, кряшенские отделения в Татарстане, в Елабуге, в Менделеевске, в Казани. И вот несколько слов про Кряшен я скажу. Официально к нам приезжало несколько делегаций, в том числе делегация Академии наук Российской Федерации. Там был академик Павел Иванович Пучков, в том числе приезжал в одной из экспедиций отец Даниил, был Кирилл Фролов, приезжал к нам. То есть, как бы, Кряшен со всех сторон изучали, рассматривали, и после этого, значит, мы можем сказать такую цифру. В Татарстане Кряшен проживает около 500-600 тысяч. В России Кряшен проживает около 1 миллиона. С учетом СНГ Кряшен проживает около 1,5 миллиона. Откуда у нас эти данные? В то время, когда мы вот в конце 2000-х годов это начали собирать информацию, мы нашли, что есть Национальный культурный центр Кряшен в Узбекистане, Национальный культурный центр Кряшен в Казахстане, и еще нашли мы, и там было не менее 5000 действующих членов. То есть мы знаем, что, допустим, в 60-х годах с нашей республики, вот с нашего города, конкретно в Эстонию уехало очень много семей, и в том числе кряшенских семей, которые там поехали поднимать Прибалтику. То есть вот мы поэтому говорим, что цифра 1,5 миллиона кряшен в СНГ, с учетом СНГ, это реальная цифра. Поэтому сколько людей, столько мнений. Я очень благодарен, что мне предоставили слово и заключительное слово. То есть Кряшены – это православный народ, который принял православие в 635 году. Это намного раньше, чем на Руси приняли православие. Ну, мы православие приняли несторианского толка. Вот. Мы разговариваем на татарском языке, но исповедуем православие. Вот кто такой кряшенский народ. Я один из его представителей. Спасибо. Благодарим вас. И, братья и сестры, наверное, самая торжественная часть, и я имею в виду не фуршет, я имею в виду освящение иконы. Мы с отцами все-таки удалось на все согласовать. И сейчас Андрей Якубов, отец, и Иннокентий Кильдеев осветят нашу икону с Божьей помощью. Боже, очисти нас грешных, помилуй нас. Боже, очисти нас грешных, помилуй нас. Боже, очисти нас грешных, помилуй нас.
Благословен Бог наш, всегда ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Рю небесный, утешителю души истины, и же везде, если и вся исполняй сокровище благих и жизни подателю, приди, вселися вны, и очистены от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Изги Аллах, изги кудратли, изги улемсез безне орлака, изги Аллах, изги кудратли, изги улемсез безне орлака, шукур, изги Аллах, изги кудратли, изги улемсез безне орлака, шукур атага хамга хамзги рухка, леда харчакта, умирдан гумирге амин. Үйіңізге үчлі біздің ұрылқа, Құда біздің гидақтан тазарты ябыз, қанунан язғанымызны кешірізге бізге келет біздің хәлсесілері біздің салақты өбісін. Преподобного Пафнутия Боргского, мученика Стефана Казанского, мученицы Платонида, священномученика Николая Тактуева, преподобного Серапиона Кожеезерского, преподобного Далмата Исетского и всех святых, помилует и спасет нас, яко благо человека любит. Господи, помилуй. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Братья и сестры, приглашаем всех в трапезную.